давно я вам не читал этот тарихны. Так, всем еще раз ассалам алейкум. Где я там останавливался, я не помню, куда я его закидывал. Когда я вам читал это вообще? А, вот. О, 14 февраля читал. Прикиньте, уже месяц я вам не читал. Это пипец, короче. Так, или икенше битта тараман. Или икенше бит. Сейчас найдем. Найдем, зайдем до некого. Где этот вообще он? Так. 52 страница сейчас. Короче, сюда я тему написал, сюда скажу. Тема эфира сегодня Алдар Батыр. История Алдар Батыра. Алдар Батыр тариха. Оқимыз. Сейчас. Ну вот. Так. 52 страницу надо еще найти. Сейчас. Короче, бір ай алдын оқығанмын. Қазір. В этом почему-то на OnDrive он. Загрузится. Так. 57. Да. Написать надо. 52. Так, давайте. Откопал вроде бы. Надо увеличить экран. Сейчас будем посмотреть. Так. Угу. Блин, как его увеличить? Вот. 125 поставим. Так, значит. Сейчас, секунду. Так, 29 киши утра, Рахмат. Сейчас, секунду, сейчас мы начнем эфир. Сегодня новости пока я не буду читать, только сегодня будем историю добивать. А то позабыли историю. Так, ну, давайте с предпоследнего абзаца чуть-чуть назад, да, откатимся и на всякий оттуда начнем. Получается, значит, так, Дуслар, слева, как обычно, YouTube, справа TikTok. И вот здесь пойдет сейчас запись еще. ДП, короче. Дополнительно будем записывать. На всякий случай. И кому-то там что-то не нравилось, мне в одни YouTube каналы писали о том, что что-то медленно, быстро говоришь, есть медленные туда-сюда. Я вам еще раз, где там увеличена скорость, я так делаю, потому что меня блокируют, где не так правильно сделано там, и оттуда я так скажем, YouTube, который не принимает эфиры, я делаю ссылки, или там 18+, туда-сюда, я их, получается, удаляю, или что-то с ними я делаю, чтобы подъем был моих эфиров, и я увеличиваю скорость, потому что они сами тоже мне так писали,
или переделайте, или обрежьте, что-то сделайте, а нафиг обрезать целые, столько я болтал там, писал вот это все, мою историю, так скажем, которую. И поэтому я его сжимаю и скорость делаю. Если кому-то не нравится, заходите на какой-то канал, который я вам пишу туда, или вообще подписывайтесь в Телеграм, и там вы будете видеть постоянно вот эти ссылки, которые нереально посмотреть, если вам не нравится на большой скорости. На маленькой скорости весь там 3-часовой, 4-часовой мой эфир можете смотреть на тех ютубах, которые реально есть доступ. А те ютубы, у которых нету эфира, я туда загружаю на скоростях. Вот примерно так. Надеюсь, я объяснил вам. А то мне написали, там несколько человек, вот так, я ему устал уже отвечать. Почему нету, почему скорость, уменьши скорость. Кино, блин. Так. Ну, я не знаю, где мы остановились. Давайте вот с этого момента начнем. Окей. Я его не могу увеличить, вот придется вот так мелко смотреть, блин. Кускурми. Так. Все понял. Все окей. Так, два человека, два зрителя, получается, в ТикТоке, 71 человек в Ютубе. Рахмат. Итак, ладно, запись пошла, короче. Будем записывать по 10-20 минут. Так, продолжение реконкисты в Заурале и Сибири. Короче, история Алдар-Батыра, 52-я страница, примерно оттуда я начал. Месяц назад я вам читал, наверное, все уже позабыли, наверное, мы все. Ну-ка, попробуй сейчас увеличить. Не могу увеличить. А вот так давайте, окей. Дебильный телефон, я не тот телефон взял в руки, конечно, ладно уж. У него не увеличивается экран, что ли. Точнее, мешает вот это. Окей, как-нибудь буду читать уж вот так как-то. Так, летом 1708 году на всей территории Уфимского уезда вновь установилось затишье. Большая часть глав волости всех 4 дорог Казанской, Осинской, Ногайской и Сибирской присягнула на верность царю. Однако, несмотря на коллективное шертование, башкиры не наблюдались полного послушания. Н.А. Кудрявцев об этом пишет. Вот здесь вот это содержание почитаем. Так, вторая цифра. Аббас Мулла Тутиев. Об этом, наверное, выше о чем-то говорилось. Давайте прочтем про него. Знатный башкир Енисейской волости Казанской дороги. В 1731 году он был припущен башкиром Булярской волости Агыбесом Доскаевым и основал нынешнее село Апачево Актанышского района РТ. До этого он проживал в ауле Чанай, Еней, который можно соотнести с деревней Еней-Иткина, располагавшейся недалеко от деревни Саузбаш, нынешнего Краснокамского района РБ, Республика Башкортостан, и ушедшего под воду из-за строительства Нижнекамского водохранилища в 1978-1979 годах. Деревня Еней упоминается под 1682 года в отписке казанского воевода Петра Шереметьева царем Ивану и Петру сказывал деревне Яней-Башкирец и Супка Иткинеев, что за Камой рекой объявились калмыцкие многие люди. Дополнение к актам историческим собранием издания археологической комиссии 1800 Эдуарда Пратца 1867 года. Короче, чуть-чуть напомним историю, да, вот этот момент Алдар-Батыра, когда туда-сюда мотались люди, получается, мы понимаем одну вещь. Вот видите, какие земли, о чем говорится. Октаныш, кызы, деп жыр кетеді, Октаныш кызы. Октанышский район, так скажем, Татарстана, получается, почему-то там рулили, получается, по этой истории башкортлар. Понимаете, это надо по карте, конечно, посмотреть. Я сейчас не могу припомнить, Актаныш района где-то далеко от Башкортостана или как. Но почему-то тут говорится, что тут рулился этой темой башкортлар.
рулили. Поэтому, что можно тут сказать? Вот только что вот сейчас в каком-то телеграме я наткнулся с кем-то там, попереписывались, и в чьей-то, не помню, какая-то группа, короче, Башкорт или какой-то группа, и не знаю, как я туда попал, короче, с какого-то, этот, ну, у меня же аккаунтов много, и этот, там какие-то узкие кортизоны вот эти достали, короче, пишут о том, что ну, нам, типа, русским там, типа, ну, что-то про русских, что-то они пишут там, я не вкурил на всю эту тему, но на какие-то там мимо быстренько прошелся. Что я хочу сказать? Вот наши земли до такой степени вот так сплоченные, башкирт-татарная айме, там, я, как я и там говорил, третий лишний, вот этот шайтан лишний. Поэтому узкий мир, поймите одну вещь, что вы захватили наши территории и пытаетесь нас оттуда выкурить. Так не получается. И если у вас нету субординации, если у вас нету человечности, или точнее вы его уже игнорите, свою человечность, и создаете нам всем препятствие того, что мы все должны быть узкими, ну это непорядок. Поэтому мы, как говорится, мочить вас будем конкретно, имейте в виду. Я это призываю всех. Только что тоже там я говорил, всем будем делать томгавам. И вы не думайте, что мы, как говорится, так скажем, вот эти 500 лет рабства наших предков мы вам как бы забудем. Нет, нет, вы не на тех нарвались, понимаете? Мы все-таки уже в 21 веке живем, мы уже очнулись. Мы очнувшийся народ, понимаете? А то, что там внутри, когда ты путаешь вот этот кардизон или этот, ты путаешь, если вот эту тему узкого своего мира и могущества, ты не путай, что твоей нации по сути нету. Твоей нации по сути нету. Тут как раз таки я вам, поэтому вот этого Алдар Батыра как бы принципиально читаю я вам это. Понимаете, принципиально. Это как бы я напомню еще раз, мне это прислали из Башкортостана, грубо говоря, историк, вот этот академик наук Башкортостана, и который, как говорится, реально эту тему, как говорится, этой темой он всю жизнь, так скажем, страдает, и я так думаю, и об этом, как говорится, конкретно его работа это. Поэтому, когда вы говорите внутри Башкортостана с Татарстаном про свой узкий мир, вы конкретно делаете для себя самоубийственное вот это садомаза. Вы, как говорится, мазохисты, которые пытаетесь сами себя угрохать. Поймите, что вот я сравнивал как раз вот эту Европу, из 27 стран Европы, не знаю, 26, 27, 28, я не знаю, с Англией, как надо посчитать еще раз. Из этих всех стран, Скандинавия там, допустим, и вот это низ, Кипр, до Кипра, допустим, до Греции, я вам объясняю одну вещь. У каждого есть свой язык. Свой язык. Там, тут никто не орет, чтобы все говорили на английском, или там на норвежском, или на французском. Никто не орет здесь такого, понимаете? Это вы, как говорится, возомнили себя пупами земли и пытаетесь втереть там какому-то якуту узкоглазому, что он должен быть узким. Узкий это вы. Но если у него узкие глаза, но язык-то у него другой, потому что он якут, у него другой язык. У бурята другой язык. У башкирта-татара другие языки. Поэтому вы никак не можете нам что-то диктовать. Никак не можете это диктовать. Поэтому я не люблю вот по этим группам лазить, конечно, но чисто просто вот намаз читал. Что я туда зашел, я не понял просто. Короче говоря, вот так вот. Поэтому сидят там какие-то эти, как шавки, короче, да, и огрызаются между собой. Поражаясь просто. Итак, идем дальше. Получается, что тут? Кудрявцев говорит, что там? Жаловался царю, что башкиры отказываются предоставлять подводы для казенных нужд, а на требование отправить 1000 человек на службу в Санкт-Петербург только воровством своим ругают и сказали, как где на реках лед будет, в то где время пойдем на службу.
Я вспомнил как раз, это тоже я прочитывал, вроде бы как раз чуть-чуть повторение, окей. Казанский комендант несколько сгущал краски, поскольку в следующем 1709 году тысячный отряд башкирских тарханов все же участвовали в Рижском походе, во время которого осаждал шведский гарнизон Риги. Теперь вот здесь остановимся и добавлю вот как раз то, что недавно у меня происходила история. Там мне поговорить не дали. В тот день я вам там в ауле рассказывал, да, вы меня не видели, я вам говорил. Там 18+ еще мне на эфир поставили, сволочи. Не могу убрать его. Написал, не могу, короче. Наверное, придется его что-то делать с этим. Удалять, наверное, буду этот эфир. Ну, вот как раз с того эфира я чуть напомню вам о том, что какие вопросы были про вот это того, что нацизм и почему я не иду воевать в Украину, почему я не пошел воевать в Украину, мне вопросы были, и как бы почему я типа не пошел, в чем проблема, типа или что они хотели от меня, я таки не понял, вот поэтому я вам, смотря в глаза, я эфир не делаю еще, вот после того момента, после 7 числа, вот я вам делаю эфир. И что я хочу сказать, что э, здешний народ пока еще реально, оказывается, не очнулся. Вот не очнулся он от того, что на самом деле, что происходит в этой Пи-России. В этой Пи-России, что происходит, люди здесь в Европе, так скажем, реально, как говорится, понимают только через какие-то новости, которые им преподносит этот узкий мир. Они не могут сравнить даже украинские новости с узкими новостями, и по идее им не нужно это. Я вам всегда вот показываю улицы. Почему я вам показываю? Почему? Потому что здесь люди отдыхают, живут, катаются на великах. То есть у них все, у них ничего не нужно. Им не нужны ни украинцы, эти не узкие, ни башкортлар, ни татарлар. Мы им не нужны, поймите одну вещь, мы им не нужны. Для них самое главное их непокой. Поэтому воевать за нас или там за украинцев они не пойдут. Хоть 1000 раз там пусть пишут, идут, или там помогать. Помочь бабками, оружием, у них уже кутуёк должны помочь. Уже выхода нет у них, они должны помочь. Но вот когда идет процесс того, что вот как тут, вот я почему эту историю сравниваю, что пошли на шведский гарнизон Риги башкортлар, это только в узком мире это есть. Почему? И теперь обосновываю. Потому что до такой степени мы, как говорится, вжились в этот узкий мир, башкортлар, татарлар, там, Ичкерия, Дагестан, да все в этой России, что мы идем на чужие войны убивать вообще не при делах людей. Понимаете? И в то же время еще добавок сами дохнем. Вот в чем наша загвоздка, это наш косяк, это наша мягкость. Поэтому я всегда веду разговоры всегда о жесткости, о вам, как говорится, ненависти к вам, узкому миру. Почему? Потому что вы мрази конкретные, которые не можете, как говорится, осознать нашу доброту. Вы плюете на нашу доброту. Понимаете? По идее, да, по жизни я вот лично сам, если вот с меня брать какую-то хрень из этого, вот этого обличия, там, облик, так скажем, да, я вообще, по идее, всем, наверное, добрый. Вот всем добрый, альхамдулля. У меня нет этого. Но когда упор делается на узкий мир, у меня доброта как-то быстро заканчивается. Почему? Потому что я вспоминаю ваши издевки, когда вы создаете такие там чурки, там какие-то бусурманы, или вот это все ересь, которую вы начинаете нести нам всем, вы думаете, что только вот этот узкий мир, чистый такой, мытый. Я только что вам напомнил как раз. Вы в лаптях, родились в лаптях, сдохнете, поймите. Вы в лаптях ходячие эти мрази, понимаете? Еще в вонючих портянках. Вы вот этого не можете понять. А мы, на самом деле, там кто-то там писал про кожаные сапоги. На самом деле, да. Çitiklerde, кожаные çitiklerde biz yürügenбіз. Biz yürügenбіз. Башкортлар, татарлар, казаклар, узбеклар, мына biz yürügenбіз, мына шу çitiklerde. А вы в лаптях пришли захватывать, в лаптях. Вы не можете понять даже с керзовых сапогов.
С кирзовых сапогов вы не можете понять даже, которые 2 года я топтал ваши сраные кирзовые сапоги, они сделаны из вот этих кирзачей. Можно сказать, это нефть. Нефть с тряпкой. Опять эти же лапти получается. Просто появились нефть, и еще туда же примостили эти же портянки. Облили эти портянки нефтью, получилось кирзачи. Понимаете? Ничего кожаного там нет. Даже в 21 веке у вас нет кожаных сапогов для солдат. После этого что вы хотите сказать? О том, что еще по новостям, если уж на новости чуть-чуть отойду, припомнить, чтобы вам. Говорится, что все убогая, вот эта убогая РФская армия идет на Украину, которая шиком, как говорится, напялят и на себя, как говорится, обмундирование и украинцы, а вы идете в своих каких-то рваных вещах и постоянно от Майкла Наки или там или от кого-то слушаем жалобы того, что у вас даже приодеть солдата от своего кармана надо. И плюс кидание на деньги. Обещаете 210 тысяч или 200 тысяч, 205 тысяч. Этих денег люди не видят. Вон, сдохли еще в трубе, блин. Труба вам пришла, понимаете, в Курскую область, труба. А башкирский какой-то шизанойский группа ВКонтакте пишет, что они вышли там, что-то сделали. Вчера только закидывал с контакта в телегу себе, в группу. И сегодня Майкл Накег рассказывает, что все захлебнулись, как говорится, своим дерьмом, своим газом же, там же. Кто инда нормальный кэше 12 килограмм будет топать по трубе, где, само собой, где-то закончится воздух. Вначале, может, есть воздух, когда ты заходишь, а вот в конец, конечно, не будет. Еще, ладно, там почему-то газа нету, удивительно. Конечно, вы сдохнете, там, идиоты какие-то. Вы бы еще, не знаю, как эти сирийцы под туннелем ходили, или как там, не сирийцы эти, э, палестинцы. В туннель хотя бы рыть научитесь, идиоты, кроты недоделанные. Хотя бы по туннелю идите, а не по трубам, где нет воздуха. У сирийцев там, точнее, у палестинцев, и то там люкс, у них там в их туннелях вентиляция есть, идиоты. Даже до палестинцев не додумались вы, безмозговые. Ладно, Аллах шкр, дохните, по идее. Хорошо, что вы сдохли. Идем дальше. Большая часть башкир, хотя отказывались платить какие-либо подати в казну, в то же время не вела враждебных действий против правительства, не нападала на русские войска, селения и крепости. Вот видите? А я как раз таки вам это сегодня напоминал в том группе каком-то, Башкортиле, что башкортлар, да, башкортлар дегенде башкорт татарлар безнең хотел сказать по-узбекски, опа-дадаларымыз, ата-бабаларыбыз, как говорится, все делали сабр. Повоевали, успокоились. Я в начале Алтар-Батыра я вам читал, что какие-то группы останавливались. Говорили, что мы не хотим. Алтар-Батыр шел один. А те говорили, все, нам хватит, мы договорились, нам хватит. И вот это и может, с одной стороны, и плюс, с одной стороны, это, само собой, доброта и так далее. Но тот же момент для меня сейчас это минус. Как раз-таки вот из этого контингента, который сейчас вот то же самое делает, которые говорят, я не при делах, я не в политике и так далее. Вот это и есть минус наш, понимаете? Это наш минус тому, что нас убивают в Украине путинскими руками. А мы, как говорится, говорим, мы не при делах. Вот это и есть ошибка наша, понимаете? Нам нужно не при делах быть, именно в пределах и в деле. По уничтожению Москвы нам надо, понимаете? По уничтожению, потому что безнен башкорт белән татарларны кыралар дөнья буе. Урыс кырылмый, урыс күкәй янында салган утыра пич башында. Шулай. Я просто это забыл запись останавливать. Так, тиктокта бір кіші, этот, рахмат. Мында 218 кіші отыра, аузына. Так. Мында это, нәрсекей, что-то вируслар көбейген әлі. Вирусларны надо этот, садомазохисты какие-то понавылазили.
Я считаю, развал России неизбежен, это необратимый процесс. Иншаллах, иншаллах, не то, что развал России, именно без акцентироваться и тиргатиш без Башкортостана, Татарстанга. То, что там будет что происходить, безне işimiz түгел. Biz o'zimizni boshqirt bilan totarni jirlarin, ham men sizga aytgan kebek, постоянно напоминаю, Пермь, Коми, Ненеция, это все будет до новой земли, все это наши земли будут. Вы об этом не забывайте. Это реально наши, как говорится, будущие, как говорится, новые земли, так скажем. Гомерда болмаган айберне, без шуны мы должны реализовать. Принципиально реализовать. Это принцип, оларны, как говорится, игерге, как говорится, дуңқайтырға. Тырышамын енді сүгінмәскә. Шулай, так. Селение и крепости. В Башкирии устанавливается редкая ситуация, которую можно назвать ни миром, ни войной. Вот население пользовалось внезапно свалившейся на их свободы, игнорируя призыв губернатора привозить ясак, а власти были вынуждены мириться с полной утратой контроля над краем. Однако в некоторых уголках Башкирии по-прежнему сохранились локальные очаги вооруженного сопротивления. На сибирской дороге таковыми были Айлинская и Карактабынская волости, где Уракай с товарищи в тамошних местах чинит воровство. На Ногайской дороге центра протяжения антиправительственных сил была Бурзянская волость, вотчина Алдарбатыра. Казанский губернатор Апраксин, прекрасно понимая, что только личная присяга последнего на верность царю может привести к окончательному умиротворению, Башкирия призвал знаменитого Батыра лично приехать к нему в Казань. Однако Алдар-Батыр, зная, сколь могущество и коварна казанская партия, отверг приглашение, сказав, что ныне ему, Алдару, в Казань приехать невозможно от злых воров, от Микиты, от Сидора, от Льва. Далее Алдар припомнил, что он по соглашению с Хованским отдал последнему русским пленников, а боярин в тех словах не устоял, их полонянников не отдал, в том числе брата Алдара, который был взят в аманаты. Мало того, господин Хованский прислал Ивана Бахметьева для разорения. Таким образом, он ставил в вину Хованскому вероломный набег отряда Бахметьева и калмыков Чакдорчжаба летом 1708 года. АКПМ Апраксину отказывался ехать, потому что в Казани находятся злые воры, Кудрявцев и братья Аристовы. Алдар завершил свое письмо словами, что пока последние не понесут наказание, и он государству не слуга. И он государю не слуга. Начался период вынужденного бездействия Алдара по причине резкого сужения социальной базы восстания. Башкирские общинники, как и большинство обычных обывателей, привыкли руководствоваться ближними целями. Результаты их борьбы в течение 1704-1708 года были налицо, поэтому, устав от войны, они предпочли пользоваться плодами своих побед и более не ввязываться в авантюрные предприятия Алдар-Батыра. Ана, көрдіңіз? Мына шундай хәлні ясамасқа керек. Как раз я вот это вспомнил, и об этом как раз речь идет. Бізге туқтарға ярамай. Понимаете? Мына біз қазір мына башладық екен, мына біз башладық. Бізге наоборот кушыларға керек. Бізні наоборот туқтатмасқа керек. Һәм біз пока бұларны полностью дуңқайтырмаймыз, урыс маржаларының бүтінісін қуып шығармыз Башқұртстаннан, Татарстаннан. Бізге туқтарға ярамай. Вообще руки нельзя опускать, понимаете? Бізге наоборот жиылырға, күбірәк бұларға тиіспіз біз. Ни в коем случае бізге отырып қаларға ярамай. Мына шуны біз ұмытмасқа тиіспіз. Этот башқұртта һәм татарда. И особенно мен айтып қоям еще, татарларға, Башқұртстандағы татарларға айтасым келе. Башқұртстанда башқұртлар көтерілгенде, татарлар, мына мен сізге татар тілінде сөйлеймін, отырып қалмағыз. Бұл оят, бұл келішмей. Ир кешегә бу килешмей. Чөнки син дә шул дәүләт кешесесең. Син дә шундан чыккансың. Син дә шунда туылгансың. Ничек анда килеп калганны мен сезгә юз әйттем инде. Винегрет ничектер шунда барып калган инде. Менә мине дә предкаларым ничектер барып калгандыр шунда. Кайдан килеп чыккан анда? Татар, эт белсен. Короче говоря,
Шунарга нәрсә булса да, значит, шундан килеп чыккансың икән. Син шундагы кешесең. Значит, ул сине җирең. Киндек каның синдә түгелгән. Синең шунда түгелгән икән. Син, значит, шул җир өчен син көрәшергә тиешсең. Татар үзенең җиренә көрәшергә тиеш. Син там Башкортстан белән Татарстан эчендә яшәсәң, Башкортстан, Татарстан эчендәге җирләргә көрәшергә тиешсең. Если читтән килгән башкорт татарларга, алар если где-то там в регионах, где-то в других местах живут, да, ведь, допустим, Пермь, ну, да, Пермь да рядом, имеется в виду Пенза татарлары бар, еще кайдадыр, потом Сибирь içinde, Сибирьдәге башкортлар бар, татарлар бар, вы тоже так же. Вы тоже так же. Мына шунда сездә бит инде җыелган авылларыгыз бар бит инде. Шул авылларыгыз өчен көрәшәсез. Безгә кушылып көрәшергә тиешсез, понимаете? Пока без Мәскәүне дуңкайтырмыйбыз, без туктарга тиеш түгелбез. Примерно шулай булырга тиеш. Мы да одно единое булырга тиешбез. Одно единая цепочка, которая идет бер күтәрелгәндә. Бер күтәрелгәндә бөтенебез күтәрелеп, полностью, как говорится, егытырга тиешбез Мәскәүне. Полностью. Я еще про Кавказ, про это не говорю. Именно безнең халыкларга бу касается, которые читтә яшиләр, Башкортстан белән Татарстанга не касались и не рождались там. Мин сезгә шуларны әйтәм, мин сезгә. Мана мин дә бит Үзбекстанда туып килгәнмен, но Үзбекстаннан күчеп Башкортстан кешесегә әйләндем бит инде мин. 98-дән бeri Башкортстан кешесемен мин. Шуларга я не могу быть с другого места. Поэтому это моя земля. Особенно, как говорится, мин Уфа кырыннан, притом, добавок. Еще там где-то я услышал насчет поменять столицу, там какие-то еще новости какие-то, что-то там проваливается Уфа, машины ушли под землю и так далее. Я вам предлагал в своих эфирах постоянно, если помните, тактику такую. Короче, 3 года президент презентует свою менеджерскую работу. 3 года. Без әйттек бит инде. 3 елга президент куела дидек. Парламентта без куябыз президентларны, халык куя. Ну, это все парламент. И вот 3 года, когда будет президентская отсидка, я предлагал, в то время еще предлагал, как раз-таки можно эту работу добавить сюда, да, ведь, ну там как-то озвучивалось по-другому, что-то этот, кто-то там пишет, что куда-то надо. Я предлагал так, допустим, 3 ел Уфада утырла президент, а потом Стәрлетамакта, а потом Баймакта, а потом кайда-нибудь там үстә кайдадыр, Мишкинский районларда. Короче, мына шулай. Будем играть такой, ну, типа, камень, ножницы, бумаги, короче, да, что такое будем играть и дергать, как говорится, за ниточку, и бах, допустим, 2030 елына, допустим, Уфа булмый столица, а Баймак была. Прикиньте, 3 ел Баймак столица была, и полностью Баймак курыла, короче. Курып ташлыйбыз Баймакны, шәһәр ясыйбыз аны. А потом 3 елдан соң башка җир була, допустим, Ушалыны курабыз 3 ел. И потом срок была, понимаете, у задача была, у шул президентның задачасы была, шунда курып өлгерергә тиз генә. Мына монда мин сезгә күрсәтәм, ничек зданияларны коралар. 2 айда, 3 айда, мына 2 ай уже, 3-нче ай китте. Яңа елдан соңмы башладылар? Яңа елга хәтта башладылармы? Монада 2 здание уже корылды, 3-4 этажлы үй корыла уже. Берсе вроде бы әллә нәрсә корыла. Икенчесе нәрсәкәй. Мин мына монда кырдагы нәрсәкәй офтальмология корыла икән. Корылды бетте бит инде, 3-4 этажы тоже. Аны инде с прошлого года коралар где-то летом, с лета начали, примерно вот так скажем, оттуда. Что-то долго прется это дело. Но суть в чем? Короче, каждый год мы можем менять, короче, свою столицу, и это же прикольно, короче, вот так сидишь, думаешь, монда гына бит рядом, Уфада гына мен дем да, Уфада, огышки, фигушки, Баймакка барырга туры килә потом, столицага, Баймакка барабыз. Прикиньте, кызык та инде, вот мына шулай ясарга кирәк, понимаете? Вот в чем прикол. А не так просто так менять его, просто вот захотели менять. Нет, принципиально менять, чтобы там создавать город. Понимаете? Авыллардан Баймак бит инде, бәләкәй җир бит инде, по идее. Аны шәһәр ясап ташлыйбыз. Шәп тә инде. Кеше күбәя, шәһәргә кеше күчә. Понимаете? Мана шулай, короче.
Это, как говорится, менеджмент, финансы, как говорится, не будут петь романсы. Так, идем дальше. Так, окей. В авантюры предприятия Алдар Батыра никто не хотел ввязываться почему-то. Некоторые из башкир даже были не прочь откликнуться на призыв властей схватить мятежного Батыра и говорили Апраксину, что навара Алдарка, собрався ехать, готовы. Было ясно, что в Приурале восстание поднять не удастся. Совсем иная ситуация сложилась в Заурале, где градус недовольства башкир поддерживался негативным для них последствием русской колонизации, усилившейся в конце 17-го, начале 18 века. Мына көрдіңіз, даже ушул уақытта болғандар шундай сотқынлар, понимаете? Этот процесс. И поэтому, когда вот этот кортизон, этот что-то там выеживался в этом, в Телеграме, вот этом кортизону я что хочу сказать. Вообще, всем узким я говорю. Поймите одну вещь. Вот я вам 1000 раз уже об этом говорил, что есть манкурты и есть мы, вот мы. Мы никогда, иншаллах, мы никогда, как говорится, альхамдулилля, не будем, как говорится, в заднюю врубать. Поймите одну вещь, что мы, мына башкортлар, татарлар, да, мин, мына узбек, башкорт, татар, менде 3 қан. Мы никак не можем, мен 3 қанымнан резко урысқа мен әйләніп қала алмаймын. И мен оны әйләндерге да ойламын, во-первых. И поэтому ваша ошибка из нас делать, как говорится, вот этих людей подобие вас, придурков, так скажем. Это не произойдет. Это не произойдет. У нас это в генах, понимаете, нас вы не можете сменить. А вот те, которые, вот как и здесь говорится, которые пытаются Алдар Батыра поймать или что-то в этом роде, манкурты, которые вот Хабирова, Минниханова, Кадырова, чеченские Кадыровы, все, они уже не наши, не наши. Вы определитесь этим уже. Наши есть, не наши есть. Мы их не признаем нашими. Поймите, это уже ваши. Это ваши. Рабы ваши. Мы-то не рабы. Это вы осознайте раз и навсегда. И поэтому, когда вы общаетесь с нами, общайтесь достойно, а не чмурьем, блин. Будьте. Земельный конфликт в Заурале имел давние корни, как утверждали русские старожилы после царя Кучума и взятия Сибири. И старей теми землями владели тобольские, тюменские служилые и ясачные татары для промыслов, а башкирцы жили из стари за горами в Уфимском уезде. И лишь во время башкирского восстания 1662-1664 годах, когда они, башкирцы, великим государем изменили, не хотя Ясаку платить на Уфе, они якобы от того воровства бежали в Уфимской, прикиньте, не Уфимской, а в Уфинской. Фин. Почему Уфинской? Фин. Почему, как говорилось так, я не пойму. Стороны Каменю на сибирскую сторону, и живучи на тех землях их башкирцев умножилось. Однако рассказанная история была далеко от истины. Дело в том, что во время завоевания Сибири башкиры кланов Табын, Сын Рянь, Бикатин, Мекетин, частично Айле были в числе наиболее преданных приверженцев сибирского хана Кучума, сына Муртазы. Башкирские кланы Катай, Салжиут, Терсяк, Шуран и другие, напротив, были противниками царя Кучума. Однако ни первые, ни вторые, в силу административно-политической неразберихи, царевнейшие в Заурале в первой половине 17 века не получили грамот, подтверждающих их вотчинные права на землю. Ситуация осложнялась также тем, что в 1635 по указу царя Михаила Федоровича башкиры Балакатайской, Салжиутской, Каратабынской, Кушчинской и Айлинской властей ввиду нашествия калмыков, айратов, были временно переселены по всю сторону Урала. Значительная часть членов этих кланов затем вернулась обратно в Зауралье. Поэтому у русских старожилов, обосновавшихся в Сибири, не ранее начала 17 века возникло ошибочное мнение относительно времени поселения там башкир. В итоге, короче, от этого слова я понимаю одну вещь только. Не могу вкурить, конечно, о чем говорится, но понял, что во всей земле вот этих, принадлежащих вот этим
что перечислили там, Айлинские волости, туда и сюда, когда вы болғандар, Айлинские волости, не могу понять, хотя бы написали бы хазырғы сөздер білән, әйме. Короче, бүтін жерде башқұртлар болған. Просто ондан мында көшіп йөргәннәр бүтін жерде. Короче говоря, ол біздің жерлеріміз. Шуларга, когда вы говорите, что Шиләбе, Екатеринбург біздің жер түгел, олар біздің жерлеріміз. Біздің жерлеріміз. Бүтінісін біз тартып алабыз, Алла берсе. Бүтін жерлеріні тартып алырға. Перемні виш алырға. Перем, Коми, Ненецы, виш бүтінісін алып, успокоиться. Вот только таким образом мы, получается, истребим этот узкий мир. Полностью. Все забрать. Все забрать. Нечего там говорить о том, что Челябинск нам не нужен. Туда-сюда. Все забрать. Все. Ушалы қырында мясно. Вот этот промежуток какой-то. Қиыш промежуток. Оны да алырға виш. Короче, бүтін әйбірні алып, как говорится, нәрсекей. Өзімізге башқұртларны жері іштеп полный рост, как говорится, приватизировать от узкого мира, чтобы они не понимали, как бы, что не думали, что мы так скажем, только претендуем на свои вот хазар, курган, Башкортостанга. Юк, такого не будет, такого не будет. Так, 159 киши утра. Так, окей, сейчас, секунду. Идем дальше. Претензии башкир Зауралья. Претензии башкир Зауралья затем были признаны законными, и в течение 18 века в их вотчинные права были подтверждены правительством. Однако за прошедшие десятилетия тяжб и споров в Сибири и Заурале на якобы поросшей земле были построены десятки острогов, крепостей, сел, свобод и заводов. Далматов монастырь 1644 года. Кайда екен Далматов монастырь, блин. Не могу понять даже. Катайский 1659. Катайский кайда екен енді. Какие-то странные названия, да? Во, здесь примечание почитаем. Сейчас. Памятник сибирской истории 18 века. Так, окей, ладно, это не это. Ныне город Далматово, Курганской области. Курганская область, Далматово. Получается, Сибирь, Зауралье, Далматов монастырь, Курганской области. Курганская область. Шиләбеден соң ма? Қайда екен ол? Ұмыттым да енді, Курганская область. Короче говоря, онда да, если наши шастали, получается, ул жерлерде тоже біздікі, значит. Я так понимаю, если об этом тут говорится. Далматов монастырь, там построен Далматов монастырь, Сибирь. Короче, надо потом по карте поизучать. Окей. Сейчас. Катайский 1659 дедегбитинде. И Колчеданский 1673. Остроги. Арамильская 1675. Акуневская 1676, Белоярская 1682, Верхняя Мясская, вот это Мяск, примерно уже поняли, 1685 года, Багарякская 1688, Песчанская 1688, Уктусский завод 1702 и множество других населенных пунктов. Башкиры Зауральской власти Сибирской дороги неоднократно обращались к верховной власти. Однако она, официально запрещая захватывать башкирские вотчины, в реальности ничего не могла поделать со стихийным процессом колонизации Восточной Башкирии. Русский историк Дмитриев писал: русские люди силой сгоняли башкир с их старинных вотчин, чем, конечно, сильно восстанавливали их против русской власти. Сильно восстанавливали их против русской власти. Ана, көрдіңіз? Вот даже вот здесь пишется. Даже там 1000... Блин,
1700, грубо говоря, годах вы, кукелер, я не знаю, как вас обозвать правильно, давили на башкиртов. И вы после этого говорите, что сейчас вы в Украине делаете какие-то правильные действия, что ли? Да вы таким же уничтожением занимаетесь. Поэтому каждому башкиртка, каждый татарга айтам, biz hozir turib mana shularni butunisini do'nqaytirmasak, bular уже, как o'zbeklar aytadi, haddidan oshishdi. Уже превзошли уже все планки, перешли уже все границы своего бытия. Мы поэтому должны их дункайтырып на кол посадить всех. Всех на кол. Чтобы не расслаблялись. Ağzından kütünden kan getirge тиеш hayvanlarına. Так. Отсюда происходили нескончаемые поземельные споры, доходившие до поголовных бунтов башкир против русских людей. В действительности башкиры были стародавними насельниками Исетского края и прилегающих к нему с юго-запада озерного бассейна в южной части нынешнего Екатеринбургского уезда. Екатеринбургский уезд. Уезд Екатеринбургский. Исетский край. Башкиртларның жері. Тагын sizga нәрсә кирәк? Да хрена, тут-то история-то предполагалась, я по счет краев Казахстана речь шла вообще, почему я эту историю читаю. А тут, опа, мы обнаруживаем, что и Челябинский наш, Екатеринбург тоже наш. Понимаете смысл? Екатеринбург. Отка, как говорится, пәтәген берген отка, туймас хатынны шәһре. Мына, о безнең җирләр булган. Со времени башкирского восстания 1662-1664 года прошло 40 лет, в течение которых башкиры за Урале один на один пытались остановить русскую колонизацию своих земель. Көрдіңіз? 1600 еллары 40 ел ішінде нәрсәдір харакат қылғанлар біздікілер. Біз нәрсә эшләп қойдық? Biz 25 yıl Putin'ni vaqtında 25 yıl, mana 25-chi yilni, 21-chi asrning 25-chi yilida men sizga shuni aytam. Biz 25 yil ichida ruslarga qarshi narsa ishladik. Narsa ishladik. Mana ладно, там понятно, даже если меня взять, самого уж будем давайте критиковать себя для начала. 1 yil тому назад к нам мен бул юлга килдим. Потому что, как говорится, наверное, я созрел, но, конечно же, все бы ничего, если бы не было бы мобилизации, может, этого и не было бы. Я бы, может, и не вспомнил бы. Но Аллах Таалам безге сәбәп китерде. Мобилизация. Мобилизация ясап турып, безнең башкорт белән татар уяныр микән диде безгә. Безгә әйтте ул сәбәбен. Без нәрсә эшлибез? Без йоклап ятабыз. Без йоклап ятабыз, мы не хотим даже уянырга, мы не хотим даже говорить о том, что мы можем. Мы можем, мы хотим уничтожить Москву. Вот это. У нас нету даже вот этих, так скажем, мышлений. Мышление того, что мы можем это сделать. Если без бергә, бердәм, бергә кушылып нәрсәкәй хәрәкәт итсәк. Килеп чыгарга может. Но сез бит не хотите. Вот в чем прикол. Поэтому без которых хотим, нас мало. Поэтому безге, как я всегда в других эфирах говорил, 50 мең армия җиргә кирәк. 50 мең. Туганлар, давайте җыелабыз. 50 мең. 50 мең Башкортстаннан, 50 мең Татарстаннан булса, 100 мең вообще бөтенесене күкәен кисәбез. Урысларны, бөтенесене. Безгә менә шул 50 меңнән 100 меңгә хәтле кеше генә җыярга җитәрлек безгә. Мне sizga только на днях только сравнение давал. Европада еле как 30 мең җыела. Кеше көлгесе. 30 дәүләткә, грубо говоря, 30 мең, но это же смешно. Поэтому башкорт белән татар 100 меңне җыярга тиеш. Чтобы сопоставлять это, как говорится, узкому миру. И они ничего не смогут сделать, поймите. Безгә туннель дә кирәкмәй. Безгә бер нәрсә кирәкмәй. Без Лабаухы просто Мәскәүгә барабыз 1000 километр. 1500. Проблемы юк монда вообще. Понимаете?
просто men qarayman так 190 kishi o'tiramanda. Menda короче alomatigi toshboshlar bo'lsa aytingiz menga yarim men eshitchu. Hozir yo'qoltaman ularni. По идее, может to'tilmasqa ularga. Ularni yo'qoltsang kishi yo'qola. Может пока to'tilmayman. Qararman eshitchu. Нам можно и без армии обойтись, нужны полевые командиры, как у чеченцев. Yo'q. Hozir bizga armiya degash endi men постоянно выражаюсь. Бригада, армия, группа, разницы нету. Не в этом смысл, а именно bizga mana hozir birlashishga kerak. Boshqirt bilan Totarga birlashib, bir kuch bo'lib turib, просто Moskovni yig'iltirga kerak. Bitta yig'iltirga kerak, ona полностью Moskovdan ola turgan ayberlarimizni olarga tegish biz hali. Bizni oltinlar, oqshalar onda ketgan, butun ayberni qaytarib olarga tegish biz. Onu prostagina bit onda borga plan yo'q. Biz butun boyliqni ondan qaytarga tegish biz. Понимаете смысл? Onu olarni gana kaznit etirgagina bormaymiz biz. Butun boyliqni olamiz ondan. Boshqirdiston bilan Tataristonni восстановить etirga hali bizga da xrena oqsha kerak bo'ladi. Bizda, как говорится, план военный degan kebek. И тут не просто это, они одним тем, что они куда-то сгинут, мы не будем рады. Yo'q. Mana, если житмышик икеашлик Путлер не может быть насытен, даже аж не успел захватить территорию Украины, уже пытается пихнуть это Трампу, после этого, а что нам говорить-то? Нас грабили 500 лет. Нам-то вообще молчать стыдно. Bizga 500 yilni do'lig'ini olarga kerak ruslardan. 500 yil ishinde bizni umirib, imib yotgan do'liqlarni olarga kerak. Burchlarni. Так. Идем дальше. Так. Повторюсь. Со времени башкирского восстания 1662-1664 года прошло 40 лет, в течение которых башкиры за Урале один за один пытались остановить русскую колонизацию своих земель. Огромная протяженность Башкирии с запада на восток, а также обычное доминирование частной выгоды над общими интересами затрудняли объединение усилий всего народа для защиты отдельно взятой волости или нескольких властей. Поэтому башкиры за Урале прибегали к иным способам борьбы. В 1695-1696 годах у них случился локальный бунт. Около 500 башкир собралось у озера Иртяж, и приехавшим из Тобольска служилым людям сказали, чтобы земель и угодий и башкирских их жилищ досматривать и мерять впредь не ездили. Зачинщиком мятежа был башкир Бикатинской волости Юмагужа Ишкарин, который заявил, а у них же... У меня, как обычно, глюк интернета. Не тянет. У меня, как обычно, глюк интернета. Не тянет на все телефоны. Свобода всем наций, да. Привет из Австралии. Салям, Австралия, нифига себе. Так, окей. Что я там говорил? Вырубилось, еще раз повторюсь. Короче, у башкиртов было в то время договор, так скажем, казачьей ордой и каракалпаками. Мирно у всех у них было, короче говоря. И
Пойдут они, башкирцы, в казачью орду и каракалпаки, и собрався с ними, придут на свободу войной, и все де свободы разорят без остатку. Слова Юмагужи и Шкарина не были пустыми угрозами. На протяжении нескольких последних лет Тобольский уезд подвергался опустошительным набегам воинских людей казачьей орды и каракалпаков, о чем подробно сообщается в сибирском летописном своде. В 1690 они напали на Тарханский острог, захватили в плен более 30 человек, да... Сейчас забыл включить вот здесь кое-что. Сейчас содержание почитаем. Ныне город Катайск из Колчедан Свердловской области. Свердловская область, Катайск. Катайск, какой-то город Катайск, вроде бы слышал, понятно. Второе. Ныне город Арамиль Свердловской области. Понимаете? Даже Свердловская область постоянно онда біз нәрсекей башқұртларны көп ишта и мен ишткенім бар Свердловская областьта башқұртлар. Получается, даже шунда уже бізнекелер шу уақытта көп болғанлар. Получается, значит, Свердловская область тоже как-то можно, так сказать, урвать под себя. Надо посмотреть по карте, просто я не могу понять сейчас, где она, блин, находится. Ныне село Окуневское Курганской области. Курган, Свердловск. Ясно. Четвертое. Ныне поселок городского типа Белоярский. 45 км от Екатеринбурга. Имейте в виду. Ныне село Багаряк Челябинской области. Тоже имейте в виду. Дмитриев. Пермская старина. О! Мен сізге Перемні бетінде полностью алырға, мен сізге айтып тұрам бетінде. Перем полностью Башқұртстанға кіріп кетті, безоговорочно, вообще без Б. 8 век. История зауральской торговли. Башкирия при начале русской колонизации. Перем 1900. 8. Так, памятники сибирской истории 18 века. Окей. Все, идем дальше. Ну, это так, ответы на всякую фигню. Так, вот здесь всякие этот, так. Чем меньше собака, тем громче гавкает. Это про башкир тоже. Башкир всерьез повоевать с русскими решил. Смертник, а не вас за то, что рот раздеваете на русских, которые вас сохранили когда-то как этнос, создали вам букварь, научили писать и читать. Опять, чтобы меня это YouTube не заблокировал. Эцикянсин. Букварь. Мы недавно об этом обсуждали. Наш букварь, где миным бабушкам заканчивал уфимский медресе. Она изучала арабский да yazılgan. Недавно об этом говорили. Араб тілінде yazılgan, но звучало оно башкир татар тілінде. Понимаете, как в Афгане и в Пакистане. Недавно об этом мы обсуждали где-то, я не помню, в телеге у меня или еще. Син, Эцекен, будешь говорить нам, что вы принесли, как моим предкам узбекам, как нам, предкам узбекам моим, говорили, что привезли узкий мир, когда до вас Самарканд, Бухара стояли они до вас, и они и писали, и читали, и Коран наизусть знали. И вы говорите, что-то вы привезли? Вы привезли что-то в Самарканд? К нам в Узбекистан привезли, вы придурки. Вы в лаптях по жизни родились, в лаптях жили. И шекляр. Что ты мне еще будешь втирать здесь? Я тебе не зря же эту историю читаю про Башкортостан. Если я тебе начну про Узбекистан читать, ты вообще можешь сразу закапываться там. В недра, как говорится, идти.
ушлепок драный. Так, идем дальше. Где там остановился? Так. Они напали на Тарханский острог, захватили в плен более 30 человек. До тарханских татар побили человек с 20. Из Тюмени и Тобольска за ними выступили более 700 казаков и татар. Но настичь воровских людей не смогли. Опять вот это в 199-м М. Почему 190-м М? А так в 1691 году пришед безвестно воинские люди казачьей орды бесермены. О, бесермены, видите, вот бесермены. Здесь же видите какой-то еще диалект, этот узкожопый тупойский диалект в древности. Бесермены. Сейчас бусурманами говорят, а там бесермены. Вы, придурки, вы нам азбуку привезли? Вы говорить даже не умели, идиоты. Вы узкий мир, узкие мозги у вас. Вы нам что-то привезли? Син кукей, безнен тотар башкорт тілінде сен башта сөйлеш. Потом говоришь, что букварь ты мне принес. Идиот. Так. Бессермены. Тобольского розряду развоевали верх Тобола реки Две Слободы, Утяцкую да Камышовскую. Многих беломестных казаков и крестьян убили, и около 200 чел взяли в полон. Сейчас, секунду. Вот здесь просят. Что-то просят. Марат Зарипов. Мына шундай күкәйләргә я уже устал отвечать. Ты по-русски читаешь зачем? Что ты можешь? Ишак, на русском. Почему на русском я читаю? Потому что в данный момент мы в рабстве. Башкортостан с Татарстаном в рабстве. Я вам с каком ракурсе еще должен это рассказывать? Я вам уже 1000 раз об этом говорил. Вот поэтому я и готов уничтожить вас, ташакларна. Вас всех уничтожить, чтобы вы исчезли, Башкортостан и Татарстанда. И там будет наш язык, не будет узкий мир. А пока вы там, мы будем говорить на вашем языке, что ли? Это что, ваш собственный язык, что ли? Идиоты, вас нету. Финно-угорский ваш язык. Ищите свой язык, финно-угры сраные. Это не ваш язык, русский язык. Это не ваш язык. Уже 1000 раз об этом обсуждалось. И шекляр. Да хрена просто материться не хочу. Портить, как говорится, кейфиет. Так. Язык они свой узкий язык прям, я не знаю, прям несут, прям, ой-ой-ой-ой-ой. Ну, если я на твоем языке, мразь тупорылая, не говорил бы, ты бы и не сидел бы на моем канале, Ташак. Я бы говорил бы только это для башкиртов и татар, казахов, узбеков, кыргызов. Для них я говорил бы. Асин кутак. И что ты мне будешь обосновывать, что ли? Что я на твоем языке что-то говорю, что ли? Идиот, тогда учи татарский, я буду тебе переводить на ходу. Сурдоперевод у тебя будет, на ходу будет перевод. Keine проблем. Мразь. Так. Так, где-то мы остановились. Короче, в 1691 году пришед безвестно воинские люди казачьей орды бессермены. Прям аж бесит это слово бессерменные. Вы даже это нормально говорить не можете. Мусульмане, не бессермены. Мразота узкожопая. Я вам поэтому кликуху сразу поставил. Узкожопые мрази вы. Вы нас чурками пытаетесь обозвать или еще кем-то? Вот вам. Вот это вот ваш, как говорится, тот момент, где вы, получается, уже в 1691 году ваши предки тогда уже нас обзывали. Тогда обзывали. Вы узкие мрази. Поэтому вы не думайте, что мы вам как-то будем что-то там, ну, типа, ой, извини, или там, прости. Не, ни хрена этого не будет. Мочить только будем вас, мочить всех.
Тобольскому разряду развоевали верх Тобола реки две слободы, Утятскую да Камышовскую. Многих беломестных казаков и крестьян убили и около 200 чел взяли в полон. В 7200, вот опять какие-то цифры странные, в 1692 году пришли безвестно воинские люди казачьей орды татара, то есть башкиры, и каракалпаки вверх Тобола реки на деревне Слободы, Царево городище и развоевали Утятскую слободу. Захватив Ясырь, они отошли в степь. Посланная за ними сотня беломестных казаков была разбита. Погиб сотник и 45 человек. Наконец, самый большой урон тобольцам был нанесен в 7201 в 1693 году, когда воровские казачьи орды и каракалпаки татара, то есть башкиры, напали на Ялуторовскую слободу, убили на лугах 42 беломестных казаков и крестьян, взяли в плен 69 человек обоего пола. За ними в погоню пошел дворянин Василий Шульгин с отрядом тобольских детей боярских, казаками, служилыми, татарами и крестьянской вольницей, всего несколько сот человек. Однако отряд Шульгина был разгромлен у озера Семискуль. Причем в бою погибло 350 чем человек, на следующий 202 второй 1694 года, по идее. Воинские иноземцы, казачьи орды и каракалпаки разорили Чумляцкую слободу. Крестьян и беломестных казаков, и их жен, и детей, и братьев побили, захватили в плен 33 человека. Взятый в плен в бою у озера Семискуль крестьянин Ялуторовской слободы Левка Ушаков после своего возвращения рассказал, кто стоял за этой серией нападений на Остроги и слободу Тобольского уезда. В 201 году взяли его Левку казачьи орды, воинские люди и в полон с бою, в то время как побили и в Тобольском уезде у Семискуля озера тобольского дворянина Василия Шульгина с ратными людьми и везли его Левку в многие русские людей до Каракалпаков, связанных 36 дней, было где казачьи орды Каракалпаков 1300 человек, и как их взяли, и он, где Левка видел русского человека, яицкого казака, до 6 человек башкирцев, а те, где башкирцы были с ними на бою, да в Каракалпаках же живут башкирцы во многих юртах с женами и с детьми, заодно и на войну ходят вместе и вожам на свободу, бывает они же башкирцы. Башкиры были не только вожами, то есть проводниками, но и вдохновителями и инициаторами нападений, и знатно по тому их наущению та орда под свободу подбегает и разоряет на всю годы, чего прежде всего не бывало. Начальник главного правления Казанских и Сибирских казанских заводов Татищев прямо указывал, что башкир свои нападения на русские населения чинят под именем каракалпаков, казачьей орды и других своих соседей. Мына шундай хәл, дуслар. Получается, даже шул вакытта безнең ата-бабаларыбыз полный рост бөтенесен, как говорится, ставил на уши. Значит, получается, бұл безнең канда бар инде ул әйбер. Просто безгә шул канны әз генә кыздырып җибәрергә кирәк, как говорится, урысларны барып дуңкайтырып, как говорится, сүгенәсем килми. Короче, хөреп кайтырга кирәк. Шулайрак әйтим әле. Хөреп яхшы иттереп кайтырга кирәк. Как это говорят, какое-то выражение есть же, мертвые узкие это хороший узкий. Или как там говорят же, вот пусть будет так. Мертвый узкий нам нужен, как говорится, а нам живой узкий не нужен. Вот и все. Мочить будем всех подряд. Кутуня всем крысы засунем. Так, в 1694 году Батыр Айлинский в волости Уракай Гулдашбаев
его люди были в казачьей орде и в Тевкихановыми людьми шартовали и договорились, чтобы им весной соединить всем в общей казачьей орды и людьми прийти на свободу войною. Набеги на сибирские слободы происходили и в последующие годы. Весной 1708 годах пленный мещеряк Юлдаш Утемышев показывал, что когда он был у Башкиретина, вот что за выражение, да? У вотчинника, у Карабаша, и он, где Карабаш, говорил ему, Елдашу, будь башкирцы, воровские люди поедут по сибирскую сторону Уралу Камени, их башкирцев станут неволить и подзывать идти воевать сибирские слободы русские людей, и они, где воевать с ними пойдут. Показательные слова Карабаш-Батыра о том, что в набеге он ходит по принуждению. Следовательно, далеко не все башкиры у Заураля были сторонниками войны, а неволил его, по всей видимости, тот же Уракай. Так, вот здесь я вот так приторможу, добавлю. Мына көрдіңіз, шул вакытта даже кимдир баш катырган, что кимдир барган, кимдир бармаган и так далее. Мен моны бит инде сезгә һәр вакыт кайтарып исләтәм, әйтәм һәр вакыт, что без бер нинди теге барасыңмы, бармыйсыңмы дип мы катырмыйбыз. Барган кеше без белән Мәскәүгә бара, бармаганы өйдә утырып кала. Һәр вакыт мен сезгә напоминаю примером, Мөхәммәд пәйгамбәребезнең вакытында да шулай булган, что утырып калганнар булган, утырып калганнарга Мөхәммәд пәйгамбәребез бер нәрсә әйтмәгән, бер нәрсә кылмаган, позорить та әйтмәгән, башка да кылмаган. Просто делал он сабр. Он просто оставлял их дома. Отсидевшие дома. Вот и все. Мы примерно будем их называть отсидевшими дома. Мы их принудительно не можем тащить, как говорится. Также мы их принудительно в ислам тоже не можем, как узкие крестили наших, как говорится, татарларны Казанда и так далее. Поэтому безге первая задача это только брать тех, которые реально, как сейчас говорят, идейных по уничтожению Москвы. Ул булырга может башкорт, ул булырга может татар, ул булырга может казак, үзбәк, кыргыз булырга может. Мына без аларны алачакбыз. Таджик та булырга может, афган да булырга может, как говорится, за своих предков. Кого, как говорится, захочется, как говорится, в своей истории вспомнить, как говорится, свои национальные корни, от тех это будет касаться. И поэтому, как говорится, будем брать всех. Главное, арабызда урыс моржалар булмаска тиеш. Мына шунарга, когда мне говорят РДК, включайте, мне достали вот эти украинцы, которые мне предлагают в РДК. Не нужно нам РДК. Сегодня вот как раз я принципиально увидел что-то новое, слушал этого одного болтуна с этими Цезарем, короче, обсуждали как раз, о чем там говорили, я в телегу записывал какие-то ихние пропуски их мозгов. И итог какой был у них? Они берут, допустим, от 18 до 55, они, оказывается, набирают людей. А у нас, как я говорю вам, башкорт белән татарларга 30-дан 50-гә хәтле генә безгә кирәк. Безгә кирәкми 18 яшьле малайлар, безгә кирәкми ул маңкалар, безгә кирәкми. Миңа 40 уже, миңа 40. 18 яшьлек балам кебек балаларны алып сугышта үтерергә, что ли? Алар яшәргә тиеш. Без барырга тиешбез. 30-дан 50-гә хәтле генә барачак халык. Башкортстаннан, Татарстаннан 30-дан 50-гә хәтле генә. Оннан яшы кирәге юк. Как раз шу отсидевший домалар белән утыралар алар. Өйдә дә кеше кирәк бит. Хатын бала чаганы карап торырга. Кызыкларсыз. Поэтому Мәскәүгә только олылар бара. 30-дан 50-гә хәтле генә. Кулына автомат алган, алмаган, шундыйлар бара. 30-дан 50-гә. Идейныйлар булырга тиеш алар. Идейные. А те, которые не идейные, мы их вытащим зинданнан, түрмәдән чыгарабыз аларны, понимаете? Безнең кулда еще түрмәләр бар, сез югалып калмыйсыз. Түрмәдән бөтен шваль чыга ондан. Понимаете? Маньяк, виж, бөтенсен ондан алып китәбез, бөтенсен. Всех вытащим оттуда. Поймите. Түрмәдә утыра халык. Бөтенсен бит инде мына бу сугышта әле кырып бетмәгәннәр, әле утыра, әле без әле сугыш башлаганча әле онда еще тыгып куялар, увидите еще. Так, идем дальше. Вот здесь, да?
А неволили его, по всей видимости, тот же Уракай, да? Вот здесь остановился. Bir kishi o'tirar, rahmat, TikTok'ta 89 kishi YouTube'da o'tirar. За обещанием набега последовали действия. В конце мая 1708 года Тобольский воевода писал в Верхотурье: «О, воровские воинские люди башкирцы около Тобольских слобод облеглись войною и во многих местах воруют, деревни жгут, людей бьют». Ана күрдегез, нинди нәрсәкәйләр белән безне пычрак сүзләр белән язганлар. Даже мына шунда да язганлар, что безнекеләр воруют, грабят, әллә нәрсәкәй. Без үзебезне җирдә, безне ата-бабаларыбыз үзебезне җирдә булган. Шу урыслардан котылыр өчен шул җирләрне мин шулай дип кенә күрәм моны. Чтобы избавить от этих узкого мира, эти земли они просто забирали под себя. Это не грабеж, это именно уничтожение узкого мира, чтобы они не распоясились там. А они, конечно, распоясились за 500 лет. Поэтому безге Башкортостана полную роскрыга. Когда Руслан Гамбасов говорит о том, что там мы не будем трогать их, этих не будем трогать, мы килишмим. Трогать будем всех. Всех зачищать будем. Башкортостанны, именно Башкортостанны иски жериннен будем зачищать. А вот Пермь, Коми, Челябинск, этот Екатеринбург. Екатеринбург-то их оттуда зачищать не будем. Их мы оттуда, как говорится, будем выкуривать по-другому. Башкорт паспорта бирмейбез. Туганлар, без бит акыллы, без бит булар кебек ташбаш түгел дә инде, белем, ишәкләр, чушкалар. Без бит, как говорится, акыллы кешеләр. Без аларны будем выкуривать как раз европейским методом. Паспорт бирмәмез. Күте юк. Нишлиләр? Мәскәү болотосына кайтып китәләр. Шул баткакта яталар, и все. Чушкалар баткакта гына яталар, ятарга ярата бит инде. Баткак эчендә яраталар барахтаться. Понимаете? Поэтому паспорт, если мы не будем давать, башкорт паспортын, только заслужившие, выучившие башкорт телен, татар телен, шулар гына паспорт будут иметь из узкого мира. Нет языка, нет паспорта. Пошли нахрен. Так, идем дальше. Однако до массовых нападений на сибирские слободы и серьезное столкновение, вот здесь вот еще раз остановлюсь, сори, да, слободы. Вот это, если кто знает про слободы, опишите свое мнение. Я считаю, что слободалар, слобода, татарская слобода, я в тот раз тоже, помните, я вам об этом говорил. Меня бесит это даже, вот это слово уже бесит. Улдияна, мне кажется, bu узкий мир, захваченный шул жерлерны слобода ясаганлар инде, как бы пометили. Получается, как бы biz авыл дисәк, авыл дибез, район дибез, нәрсәдер дия торган булсак, алар шуны слобода дигәннәр. Миңа шулай кажется, пометили, как бы, помеченные места, как бы. Слобода булгач, ага, значит, наверное, аларны или анда ниндидер зур кешеләре утырган, или как бы вот что-то есть, да, там вот что-то есть от этого вот этого слова слобода. Почему они везде тут это слобода делали, понимаете? Әллә койларда да слобода булган. Мына шул слободаларны бөтенесен кырып ташларга нахрен. У нас не должно быть слобода. И так, слобода и серьезных столкновений с правительственными войсками, пока дело не доходило, так как собственных сил у зауральских башкир для этого было недостаточно. Тогда Уракай-Батыр, воспользовавшись затишьем на Ногайской дороге, обратился к Алдару с призывом начать войну на сибирской дороге и в Сибири. Пленный башкир Айлинской волости Урасакай Туровтев показывал и подзывал, где их с собой воровать вор Уракай Янташев. Правильно, Юлдашбаев. А к нему, Уракаю, пришли башкирцы с Ногайской дороги 1004, о которых властей 1004, 1004, короче, или 1000, или 4000.
о которых властей не знает с начальными людьми Айдаром Баем, да Абыли Аджи, Ямалдай Бай, всего 1004. 1004, вот это не могу понять цифру. Да, сибирской же дорог к ним же собрались башкирцев и из 1000 человек. А начальные де люди у них Абадак Курткачиков, да выше писанный вор Уракай Стабинскую волостью, да с двумя Алинскими властями, да Куваской, да с Вазенской властей, да Каракач, Каракачкин с Качургатскими волостями, да Карангул Кабалин с Каратабинской волостью. И, сейчас я почитаю потом, что за волости это. И всего, где было собрано 1005. С 5. А, ну вот он, да, Дуртман Булган, да, Берминг Булган, значит, Бишман Булган. Да. Таким образом, повстанцы сумели собрать 5000 войск. Теперь вот это почитаем. О чем я читал вообще, название. Тевкихан, Тауке, Таваккульхан. Таваккульхан какой-то был, 1680-1715. Правитель казахского ханства и каракалпаков. А, мы уже читали об этом где-то там выше тоже. В документах упоминается Карабаш-Батур, живший по реке Миас с 60 дворами в ауле Карабаш. Ныне данное селение сызгинских башкир стало город Карабаш Челябинской области. А, көрдіңіз? Бізде жерлер болған, аузына тышим. Бұлар шиләбі ясап ташлаганлар, хайванлар. Мына оқып тұрамын бит енді мына сізге. Мен сізге айттым, бұл чистейшая история конкретная от нормальных людей взята. Так, памятники сибирской истории 17-18 века. Типа, так, так, имеется в виду Куваканская волость сибирской дороги. Кок-Ергатская, Кокеранская, Кук-Ерган-Табынская, Кук-Джургенская волость, входившая в Табынское объединение. Ну, как я вам всегда говорю, у меня юрматы, да, у меня минем руым, юрмат руыннан мен, Старлитамак, Старлибаштан, шулай. Просто так, напомню, для общего понимания. Вот вам реальная история. Реальная история оқимын енді. Секунд қазір, что-то этот, ураза вақтыда енді, мен суда ішкенім yok. Так, 2:30. Ну, сейчас я чуть-чуть еще почитаю, блин, мне будильник такой мағаммын. Сейчас этот будильник врублю-ка. Где-то в 3:30, да, мы закончим. Чтобы этот... Сухур я буду делать, иншаллах. Так, 3:30. Так, значит... Получается, Хамис, ezgina ağzımla yuşlab alayım hadi. Sekund. Koyalım şeyini. Versek ağız gitti. Ужасно. Просто это салқын су ішмеймін, тамақ қырылаласаң. Қортаябыз уже. Так. О, юрматы у меня бурзян. Менің бурзанда достарым көп. Бурзян, понятно. Да, иншаллах, все равно будем свободны. Рәсәйне барыбер біз юғалтабыз, нәрсә булса да. Просто безгә күбәерге генә кирәк. Безгә күбәерге кирәк, понимаете? Уятырга кирәк. Мен һәр вакыт бит әйтәм. Иштә сез потихоньку уятыгыз кешеләрне, понимаете? Только осторожно. Теге габас кебек стенага язып йөрмәгез. Мин башкортта, мин татар дип стенага бер нәрсә язып йөрмәгез. Там флаглар тотып йөрмәгез. Кирәге ул булмый торган эшләр. Действуйте конкретно по так скажем, вот құлаққа ғана айтып, құлаққа ғана, мына просто
Мына син нәрсе уйлыйсың, туда-сюда, разговоры на кухне, как это говорят же, кухонные разговоры создавайте, как говорится, туда-сюда, мына шулай. Понять людей. Ну, а там тоже надо быть осторожным. Вот такие надо язалар бит всякие атак-сатаклар, чтобы они, как говорится, не стуканули. Ну, как его здесь вот в истории говорится, что были какие-то стукачи там, и татары, и башкортлар стукачи были, которые с узким миром, как говорится, в десна целовались. Поэтому нужно быть очень осторожным насчет того, чтобы... Сори. Чтобы этот не стуканули и вас за какие-то слова только, чтобы не посадили там, как Алсынова. Так, 1000 войска, да, 5000 войска Туктада Гайме. Дальше идем. Так, сейчас включу это. Еще у меня этот интернет порой что-то вырубает, он не тянет. Ну да, конечно, он не будет 4 телефона тянуть, да? А может вот это не будет без интернета? Может он будет без интернета работать? На время вырублю-ка. На 4 телефона не тянет интернет. Так. Во! Украинцы тут. Ну-ка, сейчас почитаем. Мы, украинцы, вам поможем, всем народам, которые порабощены русским, объединять с нами, и все у вас будет хорошо. Кстати, насчет украинцев. Щас, я вам написал, я в ТикТоке пишу, везде же я понаписал. Свяжите меня с кем-нибудь с Украины. С кем-нибудь. Я вот этого не могу понять. Сейчас вы, когда ищете там войска, оружие, с Америки, там, с Европы, чего-то, вот мы есть. Я вам вот как из Башкортостана, с Татарстана говорю, и кто-то мне написал, за всех не говори. За всех именно тех, которые против узкого мира, я говорю, а не за тех, которые мне говорят, за всех не говори, это уже манкурт. Мы его сразу в лобешник, к стенке нахрен, он дунгайтравы, сразу таких людей, которые говорят, за всех не говори, я вам тоже вот отвечаю, если вы тут сидите, за всех я не говорю, я за тебя вообще не говорю. Допустим, да, ведь, если кто говорит, что за тебя не говори. Поэтому, украинцы, вот вы меня видите, я написал, пока ответа нету, пару людям, никто мне не отвечает, как говорится, посоветовали мне написать этому, вот этот, который с пленными работает, какой-то Золкину, тоже молчит. В Телеграм ему написал я. Молчит, тишина, короче. Поэтому, если есть конкретная связь с кем-то, который меня на стрим, в конце концов, позовет, если уж в Украину пока не можете звать, хотя бы на стрим меня приглашайте, давайте мы обсудим именно мою тактику, видение по уничтожению Москвы. Если мы это не уничтожим, если мы сейчас Украине не поможем, это будет, во-первых, для нас, по идее, как говорится, ну, как и мы в этом, в этом, так скажем, рабстве жили, так и будем жить. Но вы уничтожитесь. Поэтому, исходя от этого, вы станете как мы. Понимаете? И чтобы избежать этого, нам нужно вам помочь. И сами тоже выберемся в этой теме же, понимаете? Поэтому, как говорится, рука руку моет. А вы не можете посмотреть на регионы. Вам же 1000 раз говорю я в своих тикток эфирах, везде в ютубе говорю. Украинцы, услышьте меня, 150 тысяч у меня там просмотров сейчас в ТикТоке, а там мне пишут, подключайся в РДК. Да мне не надо РДК, я вам 1000 раз уже говорил, РДК нам не нужно, нам нужен другой подход. Но это я озвучивал там частями, все буду рассказывать тем людям, компетентным органам, с кем мы будем вести диалог. Вот им только. И поэтому Зеленскому потом не придется унижаться перед Европой, искать людей, армию там посылать будет, Макрон не будет посылать. Подавно может на 3 буквы послать Трампа, я за них пошлю Трампа на 3 буквы, чтобы он вообще в тряпочку заткнулся. И никакие деньги с недр, ничего не надо давать им, пусть сосут. Им надо ультиматум ставить вот такой, Зеленскому. Пока мы Москву не раздолбаем и не вытащим оттуда все бабло, которое наворовано с Башкортостана, с Татарстана и из других регионов, мы Трампу ни копейки не отдадим. Все, вот такой ультиматум должен быть звучать, понимаете? Это каждому касается, каждому это касается. Пока мы не раздербаним Москву,
никому никакие долги не будут возвращаться. Все долги забирайте в Москве. Сможешь — забирай. Вот так Трампу, вот так и надо отвечать. Могишь — иди действуй. Кутакбаш. Трамп. Все, идем дальше. Пиши в Азов. Нет, вот именно вы говорите, пиши. Если вы в курсе, вы контактируете меня. Вы сами как-то сообразите это. Вот мои контакты везде есть. Телеграм есть, номера есть. Меня контактируйте. Меня. Я не могу им писать, они меня за людей не считают. Откуда любой, кто-то мне что-то скажет? Вы-то меня видите, вот час-два с вами сижу я, сколько, вот 1,5 часа. Вы же меня знаете, канал знаете. Скиньте им мой канал. Дайте им вот эти, отрежьте, скрин экрана сделай, вот, запиши мои пару слов. Скинь им. Все. Проблема-то что? Меня найти проблема, что ли? Все. Позвоните Макрону, он найдет меня. Вот и все. Явно, наверное, знает, где его беженцы живут. Так. У нас долгов нет перед Америкой. Ну, само собой, но этот Трамп-то вешает на вас, поэтому нахрен его послать надо. Окей, подожди пару дней. Интернет у меня вырубается, достал меня интернет. ТикТок, куда я написывал, у меня дофига тиктоков тоже понаоткрывал я. Что я хочу сказать, что вы... Да, здесь даже есть, вот здесь на шапке профиля есть там все ссылки, тикток, ютубы, мутубы, телеграммы. Можете написать, номер даже есть, все там есть. Напишите мне, реально. Сделай шорт с просьбой с тобой связаться, мы кинем кому надо. У меня есть, вот именно в ТикТоке есть же, я уже написал там 150 тысяч просмотров сейчас, не помню сколько уже, последний раз не смотрел. Я уже 1000 раз написал. Мой ТикТок Башкортостан Алга. Башкортостан Алга ТикТок называется. Там фото Салавата Юлаева на коне. Все. И на фотке написано там, или что-то там написано, уничтожить Москву, короче. Вот примерно что-то такое. Короче, ну, сразу найдете там больше 10 тысяч подписчиков. Сразу видно. Кинем ФСБ. ФСБ тоже закидывайте. Обязательно в кине. ФСБ давно надо закидывать. Вы что тормозите, идиоты? ФСБ в первую очередь закиньте, чтобы меня быстрее этот, как говорится, так скажем, прорекламировали по всему миру. Мне надо реклама, реклама, понимаете? Нужно, как говорится, как это вот это называет? Блин. Хайп, короче. Хайп нужен. Как это, вот эти хайпуют же это, тиктокеры, кадыровцы, лапти в своих тиктоках. Мы здесь, мы здесь, а сидят там в Чечне. Где-нибудь в бункере. Да ладно, давайте идем дальше. Этот. Так, ну-ка. Великобритания, США и Россия должны выплатить огромную сумму и вернуть ядерный арсенал Украине за нарушение Будапештского договора Мирамона. Насчет насчет атомной я вам давайте тоже расскажу. Уж история подождет, сейчас почитаем, не убежит. Насчет атомной. Короче, Башкортостан, Татарстанга тоже это и всем касается. Когда мы уничтожим Москву, атомную вот эту станцию, атомную вот эту тему, как что там, Байконур в Казахстане, да, ведь? Байконур в Казахстане, если они хотят, уберут, хотят, не уберут, их не проблема. Казахам я не могу что-то говорить. Но Башкортостанга обязательно мы поставим, как говорится, договоримся, вот может с Макроном договоримся, не знаем, если у него есть атомные, как говорится, головочки, то мы, как говорится, возьмем атомную вот эту систему, поставим Башкортостанга. Потому что я, как в тот день только я говорил, лучше
друг – это атомная бомба. Все, мы поставим атомную станцию Башкортостанга. А Башкортостан у нас будет огромный. Именно я предлагал местам, где уже уничтожено карьерами, уничтожено вот этой всеми отбросами вот этого ради Хабировича мрази, все, где перекопал он своей армянской диаспорой вот это все дерьмо, вот где уничтожены наши учалинские карьеры, или где там еще где-то там копали они. Вот в этих землях, где уничтожено уже нереально там жить, все, убрать оттуда людей и там установить, как говорится, атомную вот эту станцию, полностью охраняемую, военизированную, само собой, тишинен должны быть караул стоять. Вот туда поставим атомную станцию, чтобы она будет сдерживать, и Китай, в первую очередь, будет она сдерживать, и всю эту шушуру, которая вдруг захочет набежать на Башкортостан с Татарстаном. Вот примерно шулай. Поэтому, туганлар, изучайте, как говорится, атомные вот эти молекулы, как говорится, укығыз әйбәт иттереп Башкортстанда, Татарстанда халыклар, башкорт татарлар. У нас будет, как говорится, вот такая вот станция, иншаллах. Это обязательно мы сделаем. Мы уже не будем, как раньше, тупорылые наши предки, такие какие-то действия не делали под себя. Вот теперь все будет у нас, у Зубезда, чтобы у нас друзей, не друзей уже не будет колышить. Друг ты, не друг, пошел нахрен. Дружи, дружи по-человечески. Не дружи, у нас есть атомная бомба, мы, друзья, как говорится, будем навеки с ним. Примерно так. Поэтому насчет атомной бомбы, это обязательно мы его поставим. Обязательно. Надо будет нахрен оплатить за атомную бомбу. Выкопаем столько золота, чтобы, главное, покрыть эти долги за атомную бомбу. Поэтому нужно будет нам строить отношения именно с Европой, у кого есть атомная, там у Англии есть, у Франции есть. Вот у них и возьмем. Кто захочет с нами сотрудничать, у них и возьмем. Проблем нет. Это базар. Идем дальше, ладно. Так, идем дальше. Да, я его Зарипова убрал. Этот Марат Зарипов, он меня достал уже. Я думал, его блоканул, он опять вылез откуда-то. Наверное, у него другой, другой еще есть этот. Шагала. Кукей, блин. Ладно, давайте забываем эту историю. Читаем дальше. Еще до начала массовых передвижений повстанцев с Ногайской дороги на Сибирскую башкирскими предводителями было принято решение избрать нового хана. Дело в том, что после окончания Казанского похода Ибрагим хан, некогда столь почитаемая фигура, в документах более не упоминается. Его исчезновение совпало с мучительной казнью в Казани его дяди, святого султана Мурада, словно это был один и тот же человек, поскольку мистика не является предметом истории, внезапное исчезновение Ибрагим хана приходится списывать либо на его смерть, либо на очередную династическую рокировку Алдар-Батыра. Последнее, как нам кажется, ближе к истине. По всей вероятности, лидер движения за чингизидскую реставрацию, исламскую реконкисту, решил сделать ставку на другого представителя династии Шибанидов-Кучумовичей. Ибрагим хан был знамением неудавшегося завоевания Казани. Да, к тому же он не имел даже небольшого числа воинов. Вероятно, поэтому Алдар-Батыр решил признать другого претендента на трон вилаятов Тура и Башкурт. И способна поддержать новый виток борьбы не только в качестве ее знамения, но и реальной вооруженной силы. В сентябре 1708 года уфимский воевода сообщал, что от каракалпакского хана Тевки к ворам башкирцев вначале к вору Алдару пришли посланцы проведывать, что у башкирцев учинилось с русскими. Служилые люди, которые еще продолжали разъезжать по башкирским властям, приводя население к присяге, сообщали, что башкиры не только не шартовали, но и сами на силу уехали и сказали, что где им не досуг ныне шартовать для того, что где идут к ним каракалпаков 20 тысяч. Забегая вперед, скажем, что расчет на Тауке хане, как и вообще на казанских
казахских тука-тимуридов не оправдал себя. Принятие башкир в свое подданство грозило им серьезным осложнением отношений с могущественным московским царством и не приносило почти никакой материальной выгоды, сравнимой, например, с данью, получаемой от населения присердалинских городов. Мало того, строптивые и непокорные башкиры подчинялись бы казахским ханам лишь номинально, сохраняя за собой полную свободу действий даже на совершение набегов в казахские улусы. Поэтому Тауки хан лишь проведывал, что у башкирцев учинилось с русскими, не испытывая ни малейшего желания брать башкир под свою опеку. Вести о том, что в Башкирии идут 20 или даже 40 тысяч каракалпаков, как покажут дальнейшие события, были не более чем слухами, распускавшимися повстанцами для устрашения властей и колеблющими соплеменников. Поэтому самым важным в примечании почитаем. Так, видимо, казахский хан Тауки был в то время одновременно и ханом каракалпаков. Поэтому самым важным в сентябрьском сообщении уфимского воевода было следующее. И Калдару почали башкиры съезжаться, а ясяку платить строго и в мысли их нет. Поскольку надежда на помощь казахов оказались тщетными, Алдар-Батыр решил призвать султана из числа традиционных башкирских сюзеренов Шибанида Кучумовича, живших среди каракалпаков. Это я читал вроде бы уже. Что-то опять повторение у меня пошло, а? Опять читал, что ли? Ну, какая страница? Это 59-я. Странно. Может, я когда-то эфир делал, и я не записал, что я читал? Ну, вот это я читал точно. Блин. Живших среди каракалпаков с 3 ноября уфимский воевода докладывал, по договору вышеписанного атамана башкирца Алдара идет каракалпакская многое сила и уфимский уезд, и тот Алдар поехал встречать. В начале 1709 года стали приходить разноречивые известия, так кунгурский подьячий Василий Окоемов сообщал, башкирцы Дей Айдар посылал на Каракалпака сына своего и привели каракалпакской силы и башкиры на Ногайскую дорогу 40 тысяч, а пришедших в Белоярскую Чеченскую свободу башкир Катайской волости Атаяк Назаргулов сказывал, из Каракалпак и на Ногайскую дорогу пришел посол Табурчуков, сын Каиб Сталтан, 25 лет, а с ним 56 человек каракалпаков, а пришли да они под подзывки той Ногайской дороги башкирца Айдарбая и Кучука Батыря с товарищи. И Айдар Дебай и Кучук Батыр, то есть Кучум Батыр, и все башкирцы, ногайские, казанские и сибирские дороги, которые воровали и воевали русские слободы, в прошлом 1708 годах у посла Каиб Салтана многие Куран целовали на том, что вместе в Сибири слобода и деревни воевать. Упомянуто в документе Каиб Султан Табурчуков был Шибанидом Кучумовичем, которого казахский Тауки хан поставил во главе каракалпаков. Да, я это читал, короче, ладно, и до повторения пошло. Не знаю, где я остановился, блин, надо вспомнить. Короче, ладно. Эфир такой у меня получается. Повторение. Ну, ничего. Повторение, мать учения. Машаллах, братья башкир, я рад за ваше стремление к свободе. Само собой, само собой. Нам только надо свобода. Так, однако дальнейшие события были сродни появлению тени отца Гамлета. Майор Дмитрий Угрюмов, сидевший в Катайской остроге, и приказчик Белорусской слободы Григорий Шарыгин сообщали в Тобольске, что пришел на Ногайскую дорогу по подзывке башкирцев из Айдара с товарища из Каракалпаков Кучук хан во много силе воевать в Сибирь, и которые где башкирцы в прошлом 708 году подходили под сибирскую слободу, те все уехали на Ногайскую дорогу. Данное известие содержит в себе два важных момента. Во-первых, если верить словам русских чиновников, башкиры прибыл из Каракалпаков, провозглашенный еще в 1662 году ханом Башкирии царевич Кучук, отец святого султана Мурада, хотя по показаниям последнего его отец давно погиб на войне от Аюки хана. Во-вторых, башкиры сибирской дороги, которые в 1708 годах подходили под Сибирскую слободу, зачем-то все уехали на Ногайскую дорогу.
Объяснение происходившим событиям можно найти в отписке казанского губернатора Апраксина и в разряд уфимские, где башкиры все были в прежней измене и упорстве, и дани себе никаких не давали. И из них не депущие изменники Алдарка с товарищи призвали к себе из Каракалпак воровского хана Хазея, и тот, где и хан в феврале месяце вынесшего 709 года, 1709, да, получается, наверное, с теми воровскими башкирами в тех башкирских юртах от Уфы уездою в 5 днях в урочищах Юрматинскую волость, Юрматинская волость была, и многие дебашкирцы по прелести тому хану с теми алдарком шартовали. Словом, башкиры сибирской дороги приехали к башкирам Ногайской дороги для церемонии провозглашения очередного хана Башкирии и для присяги ему. Поднятие хана происходило в Юрматынской волости. Стартамахта болған, значит, койдады шунда. Юрматынской волости, вероятно, у священной горы Туратау. Туратау койда экенин ол. Нового хана звали Хазей, то есть Хаджи. И он приходился спокойному Кучукхану либо сыном, либо братом. Апраксин писал Петру Первому, у которого есть пущие в измене, пипец, слышь слово, стоят и привезли из Каракалпак никакого воровского султана, тому, который у нас в Казани за ребро повешен, называют братом. То есть, по утверждению Апраксина, Хаджи хан приходился Мураду Кучукову братом. Видите, как запутано все, да? Получается, какого-то хана пытался Алдар-Батыр все делать, чтобы Казанское ханство забрать под себя, подмять, да, но узкожопые эти никак не давали все равно что-то сделать. Ну, в итоге вот, видимо, вот такая вот история такая была. Власти были встревожены этими известиями и рассылали по сибирским гарнизонам острогов и слобод. Ну вот, видите, вот остроги и слобод. Слобода. Значит, получается, это узкие какие-то военизированные эти, значит, слобода. Это значит какой-то вот типа военная гарнизон, может, как-то слобода называлась, может, какой-то военный гарнизон, наверное, это как-то преподносится. Прочетные памяти, чтобы держать ружье во всяких готовности безоплошно. Однако опасения властей о приходе большого войска со стороны оказались напрасными. 22 февраля 1709 года казанский губернатор Апраксин писал Петру Первому: «Премилостивейший государь, о башкирцах, собственно, вашем величествию доношу. Уже 3 года до меня и ныне стоят в злодейственном упорстве и воровстве, и ныне по призыву от них знатного вора, то есть Алдар-Батыра, приехал к ним из Каракалпак никакой вор, будто ханов сын, тому, что у нас кажнен, то есть казнен. Дядя или брат, и прежде до меня у них врали, будто он пришел 20 тысяч, а ныне я подлинно провидал, что с ними меньше 100 человек». Как видим, надежды Алдар-Батыра на военную помощь по Каракалпаку также не оправдались. Если в прежние годы по призыву башкир сибирской дороги отдельные отряды казахов и Каракалпаку ходили грабительские набеги под сибирские слободы, то когда речь зашла о реставрации Кучумова царства, никто из них не захотел участвовать в этом деле. По всей видимости, казахская знать просто не желала вмешиваться в политические проекты Алдар-Батыра, таившие потенциальный попас Союза России и Джунгарии против казахского ханства. Поэтому Тауки хан, фактически правивший в то время обоими народами, мог запретить всем каракалпакским султанам, биям и батырам вмешиваться и башкирские восстания. Лишь родственники казненного в Казани святого султана Мурада, вероятно, находившегося не у дел казаковавшие в степи, откликнулись. Я здесь, у меня интернет вырубается, не тянет на
ТикТок и ютубка не тянет интернет. Поиски или телефон сам сбрасывает. Беларусь и Узбекистан единая сила. Получается, вот здесь, как мы поняли, сейчас включу тут тоже. Мы поняли, что до этого, помните, я читал вам, турки, Мехметы вот эти чертовые отказали. Гирей III, крымский хан, отказал. Как мы поняли, в другом месте где-то я вчера копировал или что, закидывал в ТикТок. Телеграм себе в группу закидывал, что 1406, тут в 1700 году происходит, да, дело? В 1465 году Крымский остров, ну, крымский хан вошел под Османскую империю. Получается, уже в то время, 1400 каком-то, они были под империей. А теперь смотрите, если оно так, это я где-то в Инстаграме я скопернул как раз таки, а в 1552, грубо говоря, через 100 лет, падет Казанское ханство. А эти, я даже там, я не помню, что там написано, Крымское ханство, что происходит с ним, непонятно, под османами остается или нет. В 1552 хз, короче, надо где-то найти на него тоже ответ. В итоге, короче говоря, здесь речь идет уже о 1708, да, ведь? Если оно так, то значит, получается, в то время еще были эти гиреи и были эти, да, ведь? Но только уже они говорили, и Мехмед, этот чертовый турк, и этот крымский говорили, что они больно дружат с узким миром, этим московским царем, и поэтому они не помогли башкиртам по вот этим отбивам, Алдар-Батыру, короче, не помогли. И тут идет еще сыр-бор с каким-то сибирским ханом, Туре, вот это Туре, короче, получается, или, я не понял, с казахами, которым джунгары придут в дальнейшем, это же вообще по идее, поэтому я начинал это читать, джунгары, которые придут к казахам, их, получается, захватывать, джунгары. А в тот же момент почему-то, не знаю почему, казахи не идут помогать Алдар-Батыру. Вот тоже парадокс какой-то, блин. Вот это удивительный момент. Это что-то история мне не нравится такая. Так что поэтому надо брать толк каждый шаг, который делался в прошлом, и не ошибиться сейчас. Провозгласив хана, башкиры Ногайской и Сибирской дорог пошли во много силе воевать Сибирь. Как говорилось выше, их было около 5000 бойцов. Этих сил было явно недостаточно для реставрации в Сибири династии Шейбанидов-Кучумовичей, и тем более исламские рекономисты. В Зауральской слободах был раскритикован Драгунский полк, а вскоре прибыл еще один конный полк из Тобольска. В десятках острогов, слобод и деревень проживало несколько тысяч казаков и крестьян, из которых был сформирован многочисленный отряд вольницы. Таким образом, общее количество правительственных сил было сравнимо с численностью повстанческого войска, однако в распоряжении первых были многочисленные укрепления из артиллерии в них. Все это давало властям несомненное преимущество. Тем не менее, Хаджи хан, прибывший в Сибирь, стал вести себя не только как представитель законной династии, но и как гази, то есть борец за веру. Он издал фирман, подкрепленный печатью Каиб Мухаммед Бахадурхана, и молюся ему, единому Богу, сотворившего всего света, неба и землю, и всем пророкам и угодникам его от отлучного его лукавого врага зла, и молю Бога за них, которые веруют единому Богу и пророкам и угодникам его, после того, как было бы им ведомо, который к вам приехал хан Хозей и князья по совету юртов, согласясь по совету послан из 700 людей, по камест мы приедем, верных и неверных разберете, а верные особо живите, а будет вам так и не жить, сами себе на свой грех пеняйте. И после того, видимо, было Казань
Было Казань был Шигалея хана юрт, а Уфа была Гарая хана юрт. Оба мусульманские юрты были, и вы, иноверцы из мусульманского юрта, пойдите вон, и вы мусульманскую веру веруйте, а в мусульманскую веру не пойдете, давайте нам дани. А будет чего на себя не примете, дайте поля и скажите место и силы соберите, мы в то место будем готовы, и не мстите, что того не быть, именно которые мусульмане и к иноверцам пристанут и вспоможение учинят, и их имена написав, пришлите к нам, будет Бог велить, сами приедем, и в грехах их не простим. Прежнюю вашу вину простили, а ныне прощать не будем. Сей, который к вам приехал, сын мой, и что слов старших, которые с ним приехали, будут услышно учинить, отнюдь прощения не будет. А будет кто с единым Богом верует, и пророком его, и мусульманскому царю не покорится, и те мусульмане будут какими же иноверцы, и на втором пришествии вечной муки. Короче говоря, как я понял, пока башкортлар, хамтотарлар или там кто там вот это в среде, кто там жил, не станут мусульманами, они как бы ну, как бы помогать не будут, или там будут дань платить и так далее. Вот такой ультиматум поставил этот, который пришел туда. Как его звали? Ну, Кази, вот этот, который как бы имам дринда какой-то, мулла хан, короче, какой-то, Хаджи Баба, короче, да. Вот, примерно вот пришел такой и поставил такой вот ультиматум. Теперь вот здесь почитаем сейчас. Утаски шутра, Рахмат. Имеется в виду предпоследний казанский шах Али, трижды побывавший в троне 1519, 1521, 1546, 1551, 52 годах. Шах Али. Третье. По всей видимости, имеется в виду Шибанит Ахмед Гирей, правивший в Башкирии 1546-1558 годах в качестве наместника Ногайской Орды. Так в тексте возможно. И не мните, что того не быть. Короче говоря, пытались они, башкортлар, мы еще раз напомним этот момент вообще в книге, что происходит. Башкортлар, короче говоря, вот хотели из этого Алтар-Батыр тоже, и до этого где-то, или в этом же, здесь же читали, мы говорили, или еще в каком-то эфире, помните, я читал о том, что из юрматов, ну вот как я тогда еще выражался, юрматинской юрмат руынан ниде бір тоже бір нәрсеге батыр болған, который хотел вернуть Казанское ханство, ну так скажем, татарам власть. И пошел, как говорится, с Башкортостана идти на набережные Челны в данный момент, в сторону туда, захватывать, получается, территории, чтобы помочь казанским людям освободиться от этого узкого мира. Но нифига у него тоже тогда не получилось, потому что, само собой, наверное, не хватило у него сил и поддержки. Поэтому бізге, башкортларга, татарларга, нужно брать у каждого вот этого, так скажем, аргумент, да, для нас это, каждый вот этот промежуток людей, которые что-то пытались сделать, бізге будет дәріс боларға тиіш, что кемдер тырышкан, нәрседер эшләгән, но у него что-то не получилось, что-то не пошло, и как бы он где-то все равно где-то сломался. Вот мы должны понять, чтобы мы не сломались, бізге шунарға конкретно бөтен нәрсәне нужно будет сосредоточить, чтобы у нас внутри нас, самое главное, не должно быть узких в первую очередь и предателей. Поэтому бізге, ишебізде, главное, четко должны сопоставлять, что сбор людей от 30 до 50 лет должно быть жестко контролируемо, жестко, чтобы ишебізден
какой-нибудь Тункай Шакмасхатыш, понимаете, который пойдет к Тункайрга, этот узкому миру. Так, идем дальше. Данное письмо доставил в Казань татарский мурза Кулбарыс Бегинин, а ему передал его Кучум-Батыр. Отсюда становится ясным, кому адресовалось столь красноречивое и грозное послание. Каракалпакский Каиб Султан Табурчаков, объявивший себя Каиб Мухаммед Бахадур-ханом с подачи Алдар-Батыра и других лидеров повстанцев, угрожал Кучум-Батыру и его сторонникам, примирившимся с правительством, посмертными муками за сотрудничество с неверными кафирами, и призвал их немедленно покориться мусульманскому царю Хаджи-хану. Далее звучал уже призыв к неверным, то есть к русскому населению, и им предлагалось принимать ислам, а в случае отказа они должны были либо покинуть мусульманскую юрту, Уфы и Казань, либо платить джизью. При непринятии и этих условий им предлагалось избрать место для битвы и сразиться, вручив себя судьбе. Таким образом, в манифесте излагалась программа восстановления мусульманского ханства в Урало-Поволжье, включая в себе нормы шариатского права, вооруженный джихад против кафиров и мунафиков, а также джизью, взимавшуюся с покорившегося исламского правления и наверного населения. Кстати, как раз-таки ураза вақытында мұсылмандарны, как говорится, исенә төшерергә, что без ураза вақытында да көрәшергә можем. Мы недавно тоже об этом обсуждали в Телеграме, что во время ислама, точнее прошлого столетия, так скажем, веков, что во время уразы тоже брали, делали бои, если, как говорится, шло какое-то, скажем, недоразумение, нечестность со стороны вот таких всяких крестоносцев и каферов. Поэтому воевать во время уразы у нас проблем не будет. Главное поставить народ. И вот здесь вот как раз-таки идет о шариатском праве и вооруженный джихад. И как раз-таки вы где-нибудь, вот это узким касается, вы где-нибудь, вот сейчас то, что я вам прочел один абзац, могу повториться, излагалась программа восстановления мусульманского ханства, и также, да, и избрать, если им предлагалось принимать ислам, то в случае отказа они должны были либо покинуть мусульманскую юрту, или либо платить джизью. Теперь, тем узким, обращаюсь еще раз, так скажем, больно продвинутым, которые пытаются нам втюхать свою азбуку тупую и говорить, что почему я говорю на вашем языке, вот я вам как раз предъявляю. Смотрите, Кукайляр. Как раз-таки здесь говорится о том, что никогда ислам вас не принуждал принять вам ислам. Вам говорилось, или вы вот здесь вот принимаете, или платите дань. А вы что делали? А? Вы что делали со своим грозным сраным? Вы убивали. Казанка была переполнена трупами, которых привязывали на бревна и пускали вниз по реке, чтобы видел весь аул там дальше, чтобы боялись. И вы так перебили в 1552 году, перебили наших татар, перебили нашу Казань. И вы после этого хотите что-то нам сказать, что вы, как говорится, можете нам что-то предъявлять о том, что мусульмане принудительно вас притаскивали в ислам, что ли? Ни хера подобного. Вот вам на узком вашем языке написано, что этого не было. Вам давалась конкретно, так скажем, узкая рулетка. Хочешь — принимаешь, не хочешь — плати. Или выходи на бой. Револьвером, как говорится, по узкой рулетке, как говорится, пушкинский вариант, как говорится, вот и все. А вы перевертываете все, говорите, ислам такой, все вот эти крестоносцы несут какую-то ересь тупорылую. Мозги откройте и читайте, как скажем, хотя бы как я. Вот я не любитель читать книги, и то я пытаюсь вам донести историю. Хотя бы как я, читайте вот так, хотя бы там 1000 лет один раз книгу открывайте, хотя бы путевую книгу, чтобы уж не быть такими узкими маразматиками.
Надеюсь, я вам ответил, придуркам. Так, платить жизнью, поняли, да? А в нашем варианте жизнь не будет. Ничего такого платить, молотить, от вас ничего мы не будем брать. Вы шакалью. Вы все наше забрали. Мы у вас все отберем, а вы там будете у себя в московском болоте торф топить. Понимаете? Будете жить, как говорится, в пещерном обитании жизни. В пещере будете жить там. Так, вот, при неприятии этих условий им предлагалось избрать место для битвы и сразиться. О, понимаете, как все делалось правильно, по исламу. А вы что делаете? Вы что делаете? Вы просто идете, пытаетесь унизить, крестить или убить. Как раз таки вчера где-то в Инстаграме увидел ролик, как крестят, а как мусульмане дают имя своему ребенку. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, там, да, мы говорим. И потихоньку в ухо даем. Ребенок, который плачет, он даже останавливается, не плачет. И ему у нас дается имя. В одно ухо, в другое ухо. А у вас там как раз показывается в этом видео, в Инстаграме можете посмотреть, где-нибудь там найдете, как у вас ребенка берет этот поп, толоконный лоб, блин, уродец, берет ребенка, малыша, окунает в воду, короче, и потом что-то по жопе дает или что-то еще, засовывает головой прям целиком. Сперва головой засовывает, потом что-то ногами засовывает, потом целиком засовывает в этот какой-то чан ихний какой-то, блин, в церкви, блин. А он орет там, потом что-то, и это прям кто-то снимает, это, наверное, родители снимают. И вот ему дают имя, понимаете. Но это же не этот, а? Не садомаза, а? Это ебанизм. Это ебанизм вашей вот этой православия. Вы что, уроды? Вы что, нам что-то хотите против Корана что-то говорить, что ли? Вы уродцы. Вы уже родились уродами. Вы пожизненные уроды, которые, как говорится, даже детей уже с детства, вы по сути уже с детства казненные. Вы с детства уже сами себя казнили уже. Садомазохисты. С детства. Как можно ребенка, который недавно родился, ему дают имя, запихивает в нашу крестят и нам баттеглеры. Просто ужас. Я это увидел, вот мне почти 40 лет, я это увидел, может, как бы, может, и раньше я как-то понимал это, но когда ты это видишь, и когда дают тебе сравнение того, что нам в ухо говорят, мана мені да балаларыма мулла құлағына айтқан исемен. И это нормально. Это и есть вот эта человечность ислама. А вы что? Вы что своим детям даете, суете его прям целиком, он дышит там, не дышит, под воду запихивает его. Просто я в шоке, он ребенок весь красный, голый. И эти уроды говорят, нам азбуку принесли. Вы придурки вообще конкретные. Вы уроды, какой нам азбука? Мы, идиоты, как говорится, вам поверили, что вы нормальные люди и, как говорится, как бы начали жить дружно. Но ни хера. Никакой дружбы не может быть перед вами. Вы завистные крысы. Как можно с крысами вообще дружить? Вы крысы. Человеческом образе, а по идее даже не человеческий, а шайтанский образ у вас. Шайтановые в обличии, как говорится, кожа до кости. Так, надеюсь, объяснил. Идем дальше. Сейчас так. Власти отнеслись к этому документу со всей серьезностью. Ну, вот здесь, да? Насчет мунафиков я читал, да? Понимая опасность заложенных в нем идей, ультимативность заявления, апеллировавшего к религиозным чувствам, ну, видите, уже в то время уже ненавидели религию они, ставила башкир перед трудным выбором: признать власть мусульманского царя или оставаться во власти неверных.
Ну здесь про Башкир говорится. Ответным ходом властей развернувшейся информационной войне стало письмо, написанное Кучум Батыром от имени населения всех 4 дорог Башкирии с целью обличения Алдара. По Ику реке от Кусюма Батырия, Казанской дороги от Уразая, Осинской дороги от Кармана, да от Имая, Сибирской дороги от Земетя. И от всех башкирцев, и от мещеряков, и от чуваш, и от вотяков, и от черемесы, и от новокрещенцев, новокрещенцев, видите, и от всех властей. Ты, Алдар, всеми ордами мутишь и худого своего дела не откидываешь и делаешь худо, а нас здесь в огонь жжешь и хочешь ненадобным словами и делами весь мир разорить. А нам слышно, что будто ты из чужой орды привез хана, и на нас не пеняйте прежде всего такие же разорители пропали, и ты также пропадешь вовсе. Здесь остановлюсь, и пришла мысль. Смотрите. Народ даже тогда уже был против от того, что уже вошел узкий мир. Потому что 1552, а речь идет 1709 года. После, грубо говоря, 200 лет. После 200 лет уже холок был замороченный. Уже был, как говорится, их голова уже была вся забита опилками этого узкого мира. Уже тогда уже они пели по-другому и пытались уже от своего же башкирта создавать врага. Теперь сейчас приведу пример такого же характера, только в наше время. Хазар безде то же самое будут видеть в нас. И в Габбасове, и в Кашапове, и в Айсине, и в других, у всех. У нас будут говорить там этим пиндосами, европейцами, там, как вот кто-то там писал Ми-6, там, или что-то такое, писал ерунду какой-то один идиот здесь сейчас, Зарипов какой-то. И будут говорить, что мы украинские, какие-то там люди и так далее, и так далее. Теперь вам всем ответ. Мы не из этой категории, это раз, вы должны понимать. Но и здесь же самый такой момент, что когда вот эти люди вышли, вот здесь говорится, да, в 1700 году против нас вот эти люди вышли, которые, так скажем, Алдар-Батыр, это мы. А эти люди против нас выходят. Вот сейчас в 21 веке примерно то же самое, безге выходят вот эти манкурты против нас и говорят, «Кашана беремәгез, туктатагыз бу эшне, без урыслар белән әйбәт яшибез, туда-сюда». Мына шундый әйберләрне безгә хәзер пытаются нас внедрить. Меня сколько я таких комментариев удаляю, мозг выносит мне вот после каждого эфира или какого-то момента прилетает какие-то хатын-кызлар яза, ирләр язамы, аңлап булмый аны. Короче, мына шундый ерунда миңа язалар инде. Шулай. Дофига я это читал, и вам скрины делаю, я вам закидываю постоянно. И вот что мне приходит в голову здесь, самое такое интересное, что вот от этого всего, что мы читаем историю и проходим сейчас, мы в этот момент, да, ведь мы должны себе поставить вот этот как раз-таки пример, что это уже было. Это было, значит, мы не должны создавать такую же ошибку, как у них было. Значит, что мы должны делать? Значит, мы должны пресекать, как говорится, в том же заходе. Вот как мы вот зайдем по Башкортостану, Татарстанга, в тот же момент мы должны будем пресечь этих манкуртов, которые пойдут на нас сәнәк белән, болта белән деген кебек, кувалдой на нас, если они пойдут, мы должны сразу пресечь. Мы не должны церемониться. Понимаете, мы не должны быть мягкими в этот момент. Там мягкость нам наша нахрен не нужна будет. Нас, как говорится, они пойдут убивать. И тут то же самое. За голову Алдар-Батыра всякое потом в дальнейшем, наверное, объявят какую-то цену. Вот я так думаю. По крайней мере, у нас то же самое сейчас происходит. Поэтому мы должны понимать, что вот этих манкуртов, всяких вот этих, как новокрещенных, туда-сюда, вот эти, которые и писали письмо кому-то, что Алдар-Батыр там не борзей там и так далее,
То же самое хазыр бізге да шуны айталар бит инде. Мы должны предостеречь себя, что это и есть, оно будет, и поэтому в первую очередь, перед как их уничтожать, мы должны пустить против них именно тех, которые, как говорится, внутри зинданов сидят, как раз таки, которые обвиненные, или как-то, короче, виновные, не просто так, за просто так, которые сидят люди сейчас, явно они, как говорится, им как раз-таки помогут открыть глаза, если они захотят жить, или как раз-таки помогут сдохнуть. Вот примерно так. Почему? Потому что именно вот те, которые сидят, они как раз-таки ненавидят правительство в любом его обличии. Урас Баламонда, Хабиров Балама, Кадыров Балама, Миниханов, разницы нету. Именно кто в Зиндане, они конкретно заточены под то, что они ненавидят ФСБ, ненавидят ментов, ненавидят правительство. Вот поэтому мы должны будем их перенаправить на вот этих внутренних врагов наших будущих. А они есть, и мы должны это понимать, чтобы потом вот так они за нашими головами, как за головой Алтар-Батыра, не бегали. Поэтому мы должны это сосредоточить, сейчас уже это дело им доносить, чтобы башкир татар начали понимать, что против нас идти не надо. Идти надо против правительства. А мы, наоборот, мы хотим их вернуть к себе. Их образумить, создать от манкуртов нормальных людей. Вот примерно наша задача должна быть такой. Уменьшить погибель нашего народа. Уменьшить кровь из нос. Чтобы эти мрази, баламуты узкие, их не баламутили, чтобы, ну, как бы, мы должны перебить, короче говоря, вот этот момент. Мы должны перебить больше на свою сторону людей, чтобы от них отбить нужно. В живом виде отбить имеется в виду. А уже конченных, подобие ФСБшников и Хабирова и так далее, мы их явно уже ложить будем штабелями. Вот другого варианта у нас не останется. Ну, конечно же, где-то мы слышим, чтобы и, как в Грузии, допустим, да, ведь, чтобы военные стали за народ, туда-сюда. Само собой. Но мы так могли бы говорить. Но в Башкортостане, Татарстане нет военных. Это не независимая Грузия или там не независимый Казахстан, где могут уговорить там Казахстан, допустим, пытался вроде бы, я как понял, в 22 году тоже как-то уговорить своих всяких солдат за народ. Но у нас нет солдат. Понимаете, Башкортостан, Татарстанда есть только менты, и то узкожопые все. Грубо говоря, рулят везде узкожопые всякие. Поэтому у нас это не грозит. Значит, получается, безга только нужно уговаривать народ, обычный народ за нас, которые не были манкуртами. Точнее, они манкурты, их переделать. Потому что безда армия юг, имейте в виду. Армию будем создавать, Аллаберса. Ты, Алдар, так мутишь там, что такое? Ты, Алдар, всеми ордами мутишь и худова свое дело не откидываешь и делаешь худо. А нас здесь в огонь жжешь, да? И хочешь ненадобными словами и делами весь мир разорить, а нам слышно, что будто ты с чужой орды привез хана, это я читал, да? Дай Боже нашему великому государю, царю и великому князю Петру Алексеевичу и сыну его благородному царевичу Алексею Петровичу на многие лета здравствовать. Далее Кучум Батыр и его сторонники обращались к самим ханам. Те ханы и султаны в своих землях живите, а нам их не надобно. А мы им, султанам и ханам, без боев противных живы никогда не поддадимся, а когда нас изрубят безостаточно, а у нашего великого государя силы много, бессметно, и вам, ворам, нас земли своей никогда не отдаст. Вот Курдыгес шул вакытта уже это как и называется, клязмы, или как это, как хрень, короче, этот, уже там писали эти всякие, блин, писанины, короче, царю какому-то Алексею, короче, понимаете? Уже тогда уже был ганлар, стукачлар, понимаете? Вот как можно это интерпретировать, но стукачи были тогда уже.
Мы, от этого нам не избежать. Хазар вақыттайында, сори, хазар вақытта вообще, короче, ну, легко это сделали. Как бы стуканешь, приведи друга, там 100 тысяч, помните, давали? Стуканешь, там еще что-то дадим. Вот здесь Хазар вообще легко, короче, купить людей, так скажем, чем в прошлом, я думаю. Так, вот здесь примечание, давайте почитаем. Джизья. Джизья – подушная подать с иноверцев, взимаемая как выкуп за сохранение жизни. Карман. Кагарман. Знатный башкир и глава Уранской волости Осинской дороги, чье имя носит село Карманово, нынешнего Янаульского района, Республика Башкортостан и Кармановская ГРС. Янаул. Янаульский район, вроде имя. Вероятно, глава Телевской волости Еммет Джембет Ебейкеев, то есть казанских татар. Так, 62-я страница. Идем дальше. Вот где-то вот здесь, значит, я остановился. 52, да, надо было, наверное, 62 начинать страницу. Затупок вместо 52, вместо 62 я 52 начал. Что-то такое, ошибся, значит, где-то я. Здесь я вот точно не читал вот эти места. Так, однако верность престолу даже у Кучум-Батыра и его партии не была безоговорочной и безусловной. В своем письме казанскому губернатору Апраксину они напоминали ему... О, 3:28, короче. Короче, у меня уже будильник. Сейчас вот давайте абзац зачитаю и отбой, наверное. Имеется в виду отбой Тугрина. Сухур у меня будет. Так, значит так. Однако верность престолу даже у Кучум-Батыра и его партии не была безоговорочной и безусловной. В своем письме казанскому губернатору Апраксину они напоминали ему: «Да изволишь ты, Петр Матвеевич, к нам писать, что деды и отцы наши великим государям служили верно, и мы служили великому государю лучше дедов и отцов своих, и были под Азовом и в немецких землях, о том и вам известно, и те наши службы потеряли воры Микити, Кудрявцев, да Александр Сергеев, да Сидор, да Лев Арестовы с товарищи с ложными известами великому государю». А далее он упрекал самого Апраксина за то, что он оставил названных лиц на их должностях и при этом добивал: «А нам слышно, что ты с ними Микитую и с Александром и Сидором пьешь и ешь с одного блюда и советуешь вместе к нам, а нам приказываешь быть безопасно, и мы о том опасаемся». Тем не менее, Кучум-Батыр и его партия, собрав с выбранных от всех 4 дорог, учинили шерсть на верность царю, и того воровского хана внутрь жилищ своих не пустили, остановили боем в крайних своих улусах. Из данного сообщения следует, что большая часть Казанской, Нагайской и Осинской дорог осталась под контролем политических противников Алтар-Батыра, а под контролем последнего осталась только Сибирская дорога, да и то далеко не все ее волости. С другой стороны, попытки Кучум-Батыра и его сторонников мобилизовать отряд башкир для вооруженной борьбы против Алтара и тем самым превратить антиправительственное движение во внутренний башкирский конфликт также не увенчалось успехом. 4 июня 1709 года Кучум-Батыр сетовал, что с ним согласились идти только 157 человек, поэтому он прекратил поход и остановился в 30 верстах от Уфы. Аналогичной неудачей закончился поход Завлеска Карбаша Батыра и Джембета Заммета, которому сумели собрать лишь 150 воинов. Одним словом, особенностью устройства башкирского общества акефальная структура, эгалитарность, демократизм не позволяли даже самым могущественным и социальным представителям элиты осуществлять решения, идущие вразрез с настроением большинства. Правительство находилось в безвыходной ситуации. Упорство башкир, не желавших платить ясак, было оскорбительно для его самолюбия, но любое насильственное действие, направленное на обуздание башкир, немедленно приводили к их консолидации и ответным вооруженным действиям, поэтому властям ничего не оставалось, как пустить ситуацию на самотек и ожидать того момента, когда внутри башкирского
общество созреет консенсус относительно примирения с Москвой и принесения присяги царю. 10 марта 1709 года казанский губернатор Апраксин обречено писал Петру Первому: «О тех башкирцах доношу тебе, государю, народ их проклятый, многочисленный и военный, да безголовной, никаких над собой начал, хотя бы так, как на Дону, подобно атамана, и такие не имеет приняться ни за кого, и чтобы особенно послать никому». С одной стороны, я здесь моментами, такими вредными моментами башқұртларына соглашусь, но с другой стороны, в данный момент бізге бұл тура келмей. Потому что қазір бізге башқұртлар мен татарларға бірге болып тұрып, бірге барып ду қайтырға керек бұл орысларда. Понимаете? Бұл система меня бұл ұшамай, потому что, получается, Алдар Батырны Кучумда кинул, потом теги казахларда кинули, потом мында Герей белән хайван түркләр кинули. Получается, мына дүрт милләт мны подставил. Дүрт милләт не хотел идти бодаться с Москвой. Понимаете, смысл какой? И вы сейчас хотите собрать весь эту пидорасию, с ними что-то делать. Это нереально. Это нереально. Поэтому постоянно только одно всегда говорю. Башқұртстанны, Татарстанны башта күтәргә кирәк. Без күтәрелсәк, без аларга, так скажем, пример будем. Мы для них будем примером. Поэтому безгә ничек булса да күтәрелергә кирәк. Или Кавказ күтәрелә, или без күтәреләбез. А дальше, дальше, за нами, узкоглазых, вы не думайте, что они когда-нибудь подымутся. Олар никогда не конченыйлар, олар не подымутся. Ни буряты, ни Алтай, ни эти все узкоглазые не подымутся никогда, имейте в виду. У этих узкожопые каршы чыкмаячаклар. Если даже вот здесь в наглую говорится, что Кучум-хан даже обосрался. В наглую он, получается, клякву, как это, ксиву, или как это, клязьму, блядь, как называется вот это, письмецо, короче, пишет, блин, царьку, типа, ой, Алексей, да Алексей, мы с тобой, туды-сюды, Алдар, типа, до хера на себя берет, мы не с ним, мы с тобой, короче. Бізге ондай ташаклар керегі yok, понимаете, бізге ондайлар керекмей. Сейчас то же самое, сейчас то же самое. Поэтому мы должны уничтожить таких трусов, стукачей, предателей и так далее. Бізге ондайлар керек түгіл. Бірсі де керек түгіл бізге олар. Почему? Потому что если мы, получается, по истории, которая вот сейчас именно по Алдар-Батырской истории, да хрена этих историй, блин, мы не берем толк, то біз Мәскеуні 500 километрында уже сігіліп тоқтаймыз. 500 километрында. И нам никто не поможет. Никто не поможет. Имейте в виду. Никто, ни кучумовские не помогут, ни казахские не помогут, ни крымские не помогут, ни Турция не поможет. И как раз таки тут и пример приводится тому, что только үзеңә генә ышанырга тиешсең. Біз үзебезгә генә ышанырга тиеш. Безгә беркемгә ялынырга кирәк түгел, ышанырга да түгел. Вот и все. Имейте в виду. Мына Украина ышанды Америкага, нәрсә эшләделәр? Понимаете? Сыграли, как говорится, на ихних костях, грубо говоря, блин, музычку. Поэтому мы не должны кому-то доверять. Мы должны только үзебезне күтәрергә тиешбез. Үзебез корал табарга тиешбез, үзебез күтәрелергә тиешбез. Или вот этот договор, который я вам предлагал, всегда предлагаю, с Украиной что-то замутить на плацдарме. Нам нужен плацдарм, главное, понимаете? Плацдарм, который будет как-то инвестироваться. Поэтому мен еще раз айтып коюм әлмында. Бай башкортларга айтам, бай татарларга айтам. Если вы хотите, как говорится, сделать таваккаль Аллах и сделать садака, делайте на нашем пути садака. Делайте, вооружайте нас, создавайте нам условия. Мына сіздің садақағыз нашел была. Садака на джихад, как говорится, я считаю, это самое то оправдание перед Аллахом. Что ты делал, дегенда? Я делал садака на джихад. Вот, против Москвы, против нашего рабства вместе с вами. Рахатланып потом шул бай кешеләр киреп Башкортстанда, Татарстанда рахатланып яшисез потом. Үзебезне независимый безнең җирләребездә. Урыссыз, беркемгә буйсынмыйсың, беркемгә инәлмисең. Понимаете смысл? А не так, что как своровали бабло с Башкортостана, Татарстана, свалили куда-то и как крысы сейчас где-то живете. Зачем вам эта жизнь? Лучше вам, как говорится, гордо, как
говорится, поднять голову, скинуть на нас, как говорится, вложение сделать на нас, на всех. Наоборот, помогать, агитировать на наш путь башкұртларны, татарларны и идти воевать. Понимаете? Өзің бармасаң да аузыңа тышим. Главное, сделай, как говорится, инвестиции на наше дело. Нәрсегедір украинларға донаты делают грошами там, своими гривнами, копейкадан кидают. А бізде байлар утыралар, күтләрен жайып, бізге даже нәрсекей свободный Башқұртстан деп сөйлемейсіз де, әйтмейсіз де. На кой черт? На кой черт сіз бізге тогда вообще керексіз? А, вы потом можете мне сказать, а нахрен ты нам нужен? Да, базара нет. А нахрен тогда сен Башқұртстанда, Татарстанда туылғансың? Не куттағама сен керексің бізге сен тогда вообще? Сен башқұрт деген Б исіміңді йөртергә тиеш түгелсең, и татарны Т-сында йөртергә тиеш түгелсең, алайга китсә булмаса. Как вот это Алсу Сафиналар. Алсуны ире еврей. Чё, ул нидер бір игілік китерәме Татарстанга? Только ограбили по полной программе. Еще этот мудак Сафин хотел, блин, Башқұртстанга президент булырга. Ма, куттагым. Понимаете, мына шундыйларны бүтүнсүн сүрүгө анда. Когда, еще напомню насчет власти. Сейчас уже заканчивать будем, короче. Давайте сейчас как раз я сохраню. 63-я страница. Мне надо этот скрин сделать. Чтобы мы здесь будем читать, короче, его. Чтобы дальше продолжим завтра, ну, когда у меня будет Ильхам. Насчет вот этого сейчас скажу. Насчет президентства. Когда почуют, что Башкортостан и Татарстан будет разваливаться, я уже когда-то об этом говорил, попрут всякие вот эти Мурзагуловы, попрут всякие Мурзагуловы. Кстати, насчет Фариды я сейчас тоже еще скажу. Фарида, само собой, не попрет никуда. Имеется в виду, Мурзагуловы попрут. Сори. Еще где-то сегодня наткнулся на Галямова. Этот Галямов себе канал открыл еще какой-то, блин. Это ушлепок, который в Израиле. Прям наглый Израиль язылгананда. Койдан канал хайван. Вот такие Галямовы с узким миром со своим. Потом еще кто-то там, кто связан с Ходорковским. Еще какая-то мразота с Навальными и так далее. Вот такая частицы таких уродцев попрут делить, так скажем, американский пирог этот, так скажем, башқұрт һәм татар жерлерін бүлерге тотынырлар в своем уме. Шунарға башқұрт белән татар должен хазыр собрать, как говорится, свою, так скажем, делегацию. Среди нас, конечно, должно быть собираться оно. И мы должны в этом мероприятии участвовать, само собой, как, так скажем, начинаторы этой всей дискуссии. И мына шунда без әйтергә тиешбез, что только после нашего трупа вы что-то там будете делать. А до этого бүтін нәрсәне кулга Башқұртстан менән Татарстанны алабыз без. Без алабыз кулга. Кем кулга корал ала икән, шул будет править банкетом, так скажем. Теперь, вчера, что ли, наткнулся в Фейсбуке на этот Фаридана каналына. Он там ауылым. Короче, он какая-то, если кто подписан, не знаю, как я на нее наткнулся, хз, короче. Я же когда-то тоже, когда я с Кашаповыми снюхивался, я пытался с Фаридой связаться, но она нифига не ответила. Как и Габасов. Габасов тоже меня проигнорировал. И Фарида. И в итоге у Фариды, оказывается, прадедушка, что ли, или дедушка, я так и не понял. Благоварский район, да. Благоварский район. Под Уфой я. Нинди под Уфой. Это раз, косяк ее выражения, под Уфой. Недалеко от Уфы десяинда, башка сузеинда, под Уфой. Вообще, если так смотреть на Уфу, оно может быть с правой стороны. С правой стороны, если сверху вниз смотреть. Справа, получается, слева Челябинск. А это Благовар справа, получается. Казак шунды. Короче говоря, без ёклардан инде, так скажем. И землячка, получается, это Фарида Курбангалеева.
Ну, если оны қортатасы боламын енді. Біз жоқтан бола тұрған болғаш, бізді, значит, тотарлардан болып шыға. Бізді тотарлардан, Благовардан. Балышлы ауылымнан дейді ол. Балышлы бет енді бізді бет енді, так скажем, недалеко, не буду говорить от кого, но недалеко от, так скажем, вашего вот этого, так скажем, уничтожителя Москвы. Поэтому, что я хочу сказать, вот эта Фарида излагает свою вот эту тему таким образом, что она вот это все, басню свою, Крылова деген поет в этой теме, она написала там пост какой-то там, что она тетрадки какие-то нашла своего предка, бабушки, дедушка санында, что ул язган араб тілінде язган енді деп язайын андалы. И как раз таки это те времена, получается, она дедушкасы бола тұрған болса, теге мені қорт нәнәм қибық былайында ол, как раз таки ол из той категории, если он, как она говорит, что таки мәдрәсәдә укыган дейді, мәдрәсә укыган. Короче говоря, менің нәнәм кебек шул мәдрәсәдә укыган инде бу. Или нәрсә эшләгән, аңламадым инде, не помню уже. Надо было заскриншотить. Прочитал было. И вот что смысл? Смысл, к чему я это? Я, прочитав вот это, поражен одной темой. Что она топит с узким миром. Вот это меня взбесило. Там еще зайдете, если найдете, комментарии почитайте, поприкалывайтесь, комментарии там. В итоге она эту дискуссию свою тотар белән башкортларга багышламый, оны ул на общее обозрение теге мактана инде. На общее обозрение приводит к какому-то такому дискуссии, что типа мына минем кортатам типа тотар Башкортстаннан икән, но будто бу хайван үзе за узкий мир топит. Это же Навальнюга, как раз таки там дальше где-то еще у нее наткнулся я, что она за Навальнюк топит, там что-то там высказывание. Короче, у нее как бы вот это все навальнистская тема, как я всегда говорю, идиотизм. Это как Габбасов, Мурзагулов, Фарида, Руслан Валеев, Германия, да, Эхо Москвы. Бізге ондайлар керек ме? Бізге ондайлар керек ме? Вот я поразился то, что мен аж шотланып кеттім. Мына Башқұртстаннан екен, молодец дейрейім. Но мында молодец дей тұрған жері жоқ. Бұл хотын без мозгов десе былай енді. Әге хотын курица, там можно сказать, там куку вообще, там тауық мия. Но это тоже не отмазка. Это конкретность взрослого человека, что она, получается, эту дискуссию ведет. Это только один только вам увидел, я наткнулся. Я же думал, она из Татарстана. А тут, получается, родом у нее что-то там звенит из Башкортостана. И меня это до такой степени приводит к одной мысли, что бізде бит ондайлар до хрена. Бізде бит Башкортстанда ішінде мына шундайлар до хрена, которые говорят, что они хотят снести Путина, но они с узкими. Я-то сейчас, может, осуждаю ее в этот момент, но в тот же момент нужно вспоминать үзі бізді туғанларны. Вдобавок, можно сказать так, бізді туғанлар да шундай ukta инде. Но здесь другая тема. Туғанларыбызды не в пределах, за кого топить в данный момент. А она-то уже на этом пути, она свалила от путинского режима, работала на путинском вестях, работала за путинский мир, потом в какой-то момент очнулась, решила топить за что-то, за правду. И в тот же момент ее нахрен Латынина или кто там, как это овца это, ее на 3 буквы посылает. Потом, помните, она на эфире Грэма послала ее тоже на 3 буквы. И что происходит? Происходит, мана безне, мана шундылар окружают. Без ондыларны не должны, как говорится, так сказать, мана башкорт татарлар как-то
подымать, как Кашапов ее поддерживает. Кашапов ее прям поддерживает. Безнекешедия. Какой безнекеше, блядь? Какой безнекеше, который топит с узким миром? Также можно сказать и Айсину, который репортеры дает там, Дождю дает, туда, везде его приглашают, как политический обозреватель, Аузанаташим. Нахрена? Нахрена нам нужны вот такие всякие Курбангалеевы Фариды, всякие эти, вот этот, Мурзагуловы всякие, вот такие, Галямовы. Нахрена они нам нужны, блин? Понимаете, туғандар? И меня поразило просто, да, что Башкортостаннан шыққан қортатасыны, получается, это внучка или, я не знаю, дед дейді ме? Дед, наверное, дед. И қортатасы, диабетин, да, и қортатасы Башкортостан татары, получается, она пытается, получается, усидеться и на татарской стороне, и в то же время Башкортостаннан, и в то же время с узким миром. Вот это я просто хотел вам донести. То, что я прочитал, увидел. Для меня это, ну, парадоксальный идиотизм. Вот, который у меня не, блин, не этот, башыма сыймый, блин. Bu сыймый менің башыма, bu нендей хайванлық. Біз андый хайванлыкны бит инде Башкортстан менен Татарстанның ішінде уже күреп былай булдык бит инде, блин. Вот их мы пытаемся разбудить. А тут человек, который, так скажем, можно сказать, какой-то өзіне, какой-то в смысле авторитеты бар. Это мы не можем отрицать. Какой-то журналист там такая, да, ну как бы известный человек там. И плюс еще вдобавок ее сейчас за ней как бы охоту поставили там, ее обвиняет кем-то там, она сейчас будет судиться туда-сюда, в этом, ну как бы защищаться в чешской прокуратуре, так скажем, наверное, да, или что она будет там ее защищать, адвокат, ее признали, там статью на нее повесили. И этот человек до сих пор не может понять, что деление татар и башкиртов от узких нужно различать, а не совмещать. Мы не можем совмещенно быть с ними. Мы так и так под ними 500 лет. Шунарга, я считаю, каждый, кто может говорить, он должен говорить конкретно. Выходите, сюлерге, открывайте каналы и действуйте, как говорится, по своей реальной совести. Реальной совести твоей нации. Башкортсанкам башкорт был, татар был. Вот примерно так. Мин даже үзім метис была труп, я пытаюсь топить за все нации мои. Я пытаюсь и за узбеков что-то говорить. Они пытаются меня тоже порой иногда не доходит до них, начинают на меня наезжать. Типа, Кимсан, туда-сюда, что ты болтаешь. Ну, я вам тоже говорю, узбек аргада. У узбек аргада время пришло очнуться и завязывать этим уже своим страхом непонятным. И уже не нужно нахрен свои города пускать этот Китай. Уже надо завязывать с Китаем. Понимаете? Ну, сегодня не новости, а сегодня история была, поэтому давайте, когда эфир сделаем, новости будем по новостям долбить. Шунды хальдуслар, шунарга, давайте этот хайрляшабас тогда 3:50, пойду я этот что-нибудь перекушу и все, сухур закрывается. Шундыхаль, почти 3 часа я с вами был, максимально торатагас. Я вот записал туда и в телефон записал, его тоже буду грузить потихоньку. Интернет жидкий забыл, мне дают безлимитный интернет. Каждые 10 минут, вот сейчас 12 минут уже говорю, 10 минут времени в телефоне, оказывается почти что 5 гигабайтов, 4 гигабайта получается с чем-то. 5 гигабайтов становится 10 минут в телефоне. Его надо сжимать. Шундыхаль. Ярар, рахмат, 23 киши утырамында, 1 киши мында утырды. Зур рахмат, один человек с ТикТоке сидел вот до конца, 23-24 человека в Ютубе. 7. Зур рахмат, будем этот закрывать, потому что этот надо уже все завязывать.
В исламе наше спасение, давайте чуть-чуть посмотрим комментарии. Наш общий враг это шайтан и его последователи. Само собой. Поэтому бізге бірінші орында само собой исламны мәхкәм итеп тотырга кирәк. Исламны без тотмасак, без погибельдә. Без үлде дисәк тә була. Исламны менә ураза вакытында да мен сезгә үткәзмим дигән идем, үткәзәм, потому что йөрәк чыдамый. Сүләргә кирәк. Күп җыела. Бер айдан соң әллә нәрсә булып бетәргә может. Шунарга сулим инде, вот как я могу, сулим, потому что невозможно это, как бы, оказывается, ожидать целый месяц, как бы, то скажем, поститься и не эфирить, это не сходится что-то у меня, оказывается, не сдерживаюсь. Так, Шулай, поэтому кровь из нос. Я поддерживаю, как и все того, знаю целостность территории, наши земли тоже захвачены, и это печально. Правильный стрим, Рахмат. Насчет Беларуси тоже добавлю. Ладно, вот человек из Беларуси первый раз написал. Вот давайте добавим насчет Беларуси. Лукашку таким же образом мы уберем. Вот таким же образом. Как мы зайдем в Башкортостан на Татарстанга, и Лукашка слетит, и в Казахстане Тукайка слетит, в Узбекистане, в Кыргызстане все они будут слетать. Имейте в виду. Первую шапку надо сбросить, так скажем, да, ведь сверху. Это путинососовский режим. Как мы уберем этот режим, все сгинет само по себе. И революция произойдет, Майдан будет в Беларуси, вот увидите. Майдан в Беларуси произойдет сразу. Кто там, этот, не помню, как это, женщина хотела, да, там быть, что-то там, у которого то ли мужа посадили, то ли убили, что там. Короче, я по Беларуси не так уж, короче, я не знаю. Вот если по новостям пройдемся, если будет Беларусь, я читаю про Беларусь, а так вот то, что знаю, что Лукашенко сказал копать не картошку, и картошку хочет копать и сажать, а теперь уже надо какие-то редкоземельные железяки хочет искать в Беларуси. Короче говоря, поймите одну вещь. Пока есть путинский режим, все будут распродавать. Все будут продавать. А американцам наши земли очень интересны, а мы не владеем этими землями. Поэтому мы должны овладеть этими землями, а потом пусть с нами торгуются. А мы, как вы понимаете, не узкие мы торгаши, а мы конкретные торговцы, которые можем торговать. И мы, как говорится, как это правильно будет, предшественники или как там, мы начало шелкового пути. Мы начало шелкового пути, когда еще мир не знал, что такое шелк, это все проходило через нас. Поэтому, когда говорят узкие, нам что-то принесли, это мы вам принесли. Чтобы вы не в лаптях ходили, а в кожаных сапогах и в шелке. Поэтому, как говорится, благодарить надо нас. Вот. Поэтому и Беларусь, и Украина, и Москва, само собой, должна переформатироваться полностью. И это мы создадим. Главное, сейчас нужен нам плацдарм. Плацдарм башкиртам и татарам. Все. Ну, само собой, Ичкерия и Дагестан тоже, наверное, зайдут в эту воду, так скажем, куда мы окунемся все вместе по уничтожению Москвы. Все. А Беларусь, само собой, должна подсобить в этот момент и помочь, получается, со своей территории. Те, которые белорусы сидят сейчас за кордоном тут в Европе и в Америке, вы должны в этот момент подсобить, чтобы ваш Лукашка слетел, и его сын не пришел, как говорится, правителем, так скажем, этого белорусского царства под путинским режимом. Поэтому режимов чьих-то не должно быть вообще. Каждый должен быть независимо. А, еще добавлю, ладно уж, отошел от истории уже. Добавлю и заканчиваем. Насчет Украины. Украина не должна входить в ЕС. Все, вот я вам в тот раз всегда я говорил об этом. Украина должна стать независимой. И Беларусь тоже должна стать независимой. Беларусь и Украина должны быть независимыми странами.
не каким-то приспособлением Москвы или там приспособлением Европы, а именно независимыми. Вот когда вы будете независимыми, вот тогда-то вы будете себя чувствовать королями, и в то же время вы можете дискуссировать и с Европой, и с Америкой о одинаковых пропорциях. А для этого всего лишь нужно сменить вам власть. У вас есть своя независимость, а просто нужно поменять власть. Все. Это просто нужен хороший Майдан и уничтожить, как говорится, этот ваш старый режим. А нам, на Башкортостан, на Татарстанга, уничтожить надо Москву. Все. На этом будем заканчивать. Поэтому, Туганлар, давайте максимально распространяем и позовите меня на большой стрим. Позовите меня на большой стрим с кем-нибудь, напишите меня, не знаю, куда-нибудь, я им напишу, дайте мне адресочки, правильные только адресочки, чтобы прям, я напишу, чтобы меня откликнулись. А то я вон кого-то послушал из комментариев, написал, меня вон игнорит этот вот этот Карабас-Барабас, который с пленными, этот какой-то, не помню, как его зовут. Вот эта тема не нужна, понимаете? Я там написал, это написал, ни хера, там они думают, наверное, кто это, блин. Понимаете? Поэтому не надо так. Надо конкретно свести меня, свести. Там, стрим, давай, стрим. Вот, у меня канал есть, у него канал есть. Давай, организуем стрим. Все. На его эфире можем стрим сделать. А потом с него я себе загружу. Проблема что? Все, давайте тогда, Рахмат. Будем заканчивать, будем закрывать этот. Давайте ТикТок сперва закроем. Всем спасибо. Посмотрим, сколько в ТикТоке было людей, тогда вам скажу. 100 человек вот зрителей было, оказывается. 100 человек. Скрин сделаем. Отличная работа. Вы провели в эфире 10 часов. Ну, это в общем 10 часов я провел, значит. Вот так. И это тоже будем закрывать. Исансол, Рахмат. 19 человек сидит. Танащоко. Добрута и так далее. Закрываю. Все, у меня он сагат дур уже. Пойду, бегу.